Где бабки берешь, слышь? Что там, тебя не загрузили вопросы? Ну, нормально так уже. То есть, ну, наверное, будет интересно вообще там. Ну, Конечно, для погружения это очень послушаете важно, все. да. Да-да-да-да. Ну, давай, так, начнем уже. Расскажи о себе и, ну, о своем пути в геймдеве. Как вообще у тебя все началось и, ну, как бы познакомь, ну, себя с нами, так сказать. Немножко, да, про команду. То есть команда у нас Мгм. опытная, хорошие ребята, опытные ребята. Получается, я сам, да, у меня около 7 лет Компании Майтона. И около года, получается, по Unreal Engine, дизайну окружения и вот по таким вещам. И после этого уже самостоятельно. То есть то, что я нахватался опыта, получается, я его решил так, ну, дальше развивать, не оставлять. Допустим, ну, я уже как бы перешел на другие работы, как бы, но я не оставляю вот это вот, получается, игровую тему свою. То есть столько лет потратил на это, и как бы просто переместиться туда как-то это было бы не очень, да, то есть. И вот так и зародилось вот это, чтобы не терять свой скилл, я решил пустить это все вот в это русло, получается. Мгм. И тем самым, да, то есть я работал над проектами казуальными, получается, на Unreal Engine 4 был геймдизайнером, да, вот в одной команде, ну, в Майтоне, да. А до этого был тестером, также, ну, геймдизайнером, также очень такое продолжительное время был в команде исследования рынка, то есть там аналитика конкурентов, знаете, там денежки, там загрузки, вот такие вот, ну, такие разные, такие аналитические небольшие, получается, кейсы. Мгм. Вот. И после этого, получается, над игрой работал одной, которая, не знаю, пока когда выйдет, но когда выйдет, наверное, где-нибудь, да я сообщу, наверное. То есть, ну, это как escape shooter, получается. Ага. Вот там я тоже непосредственно работал как художник по окружению. как левел дизайн. То есть помимо Харамарана у тебя еще другой проект есть. Ну, как бы над ним работал, потом, получается, я уволился, и он сейчас, ну, дальше там уже без меня, в общем, А, делается. Это уже, да, такая, ну, Double A, короче, студия была. То есть она, не знаю, когда выйдет, домостей давно не было. Вот, когда выйдет, так и выйдет. мгм. Ну, Слушай, там уже, понимаешь, был такой профессиональный подход вообще ко всему, там, левел дизайну, по дизайну по окружению, там, остального такого. Это все, получается, скиллы, опыт оттуда, это все перетекает именно в м, проект, который сейчас. ну опыт прям такой существенный получается у тебя за плечами, да, уже? Ну да, то есть такой достаточно большой. То есть, да, как бы мечта получается детства, получается, да, то есть каждый же ребенок мечтал, когда, ну, Ну, конечно. когда играешь. Хотел тоже добавить, да, тут почему тоже опять 90-е, 2000-е такие, да, то есть, ну, Ага. не знаю, потому что примерно, то есть, да, когда, ну, в последний год, когда я работал в Майтоне, то есть, я был геймдизайнером, то есть, да, и тогда я начал изучать Blender, М, то есть, и потом я понял, да, получается, а, ну, такую прям фанатическую страсть, типа, что я могу сделать. То есть, у меня, я базовую там изучил, там, за месяц, да, в блендере, мгм. и я думал, да, вот что мне такое сделать прям со страстью, типа, такое, да, и вот, и, в общем, я решил сделать этот, получается, знаешь, компьютерный стол моего детства. Понял. Получается, вот. И если это возможно, то можно, если это возможно, Э, мог бы ты показать Так, его как сейчас. пример? Ой, какой. И долго ты это делал? Блин, прям как Э, вообще. Ну вот, знаешь, где-то, ну, апрель начал изучать Blender, в мае еще так, ну, приноровился, и это все было сделано в течение лета, наверное, да, там 3 А, месяца. Все так постепенно по одному, там, по два предмета добавлялось, потому что вот видишь, там геймбой лежит в углу справа. Ага. Геймбой, вот то, что это была первая модель, которую я сделал в Blender, то есть одну полноценную, собственно, сам типа все, короче, сделал. Не, ну прям как будто бы очень качественная фотография. Слушай, ну прям чувствуется жизненная. Ну вот в этой экспозиции я прям сказал бы. Нифига Да, себе. ну тут там вообще, ну если там посмотреть, короче, там с технической стороны, там, конечно, все ужас. Это А, все-таки первая работа, она там вообще, короче, вот прям как это, как, ну, как ты как ребенок, типа, да, в первый раз увидел кучу конструкторов, типа, и ты взял, там, потрогал, короче, потыкал. Это вот типа этого вот, типа Ничего такого, себе. короче, получилось. И отпечатков пальцев типа добавил. Типа. Такой, Да, это вот тоже эти элементы реалистичности, получается. Ага. Ну слушай, если вот такие работы так просто, то в игре-то что там прям будет интересно?
Ну, тоже я вообще хотел сначала вот это все добавить туда, но Мгм. потом увидел то, что технически не очень, знаешь, оптимизировано, так что Да-да-да-да. от этой идеи пока отказался. Но время как бы будет, я это все там перерисую, типа, да, перемоделю, короче, Мгм. перетекстурю, может все закинуть туда, прям чтобы было. Это, кстати, это все мои вещи, кроме Nintendo, короче, геймбоя. То есть М. это все, что у меня было, получается. Ну, Ну, такой плеер у меня точно такой же был. получается, все основное время у тебя вот сейчас, ну, в плане разработки уходит на создание подобных живых, получается, сцен в игре, да? Вот что прям всё Да, да, детально да. было, да, всё вот прекрасно. Да, локации, ага. Чимакс. Да-да-да. Было, Такая было. штука там тоже в игре лежит, если чё. Да, очень классно. Killer Instinct. Ну тут вот выше вот сделать чуть-чуть, там получается идет прям симуляция, получается, экраном монитора. То есть это А, тоже был такой прикол. Я в Фейсбуке, то есть, вел, типа, да, там группа была Blender, типа, я у них спросил, типа, как можно реализовать симуляцию, получается, экрана. мгм. И там какой-то чувак написал, типа, о, я тоже, типа, таким же подобным проектом занимаюсь, типа, и вот те, короче, эти ноды, короче, вот текстурка, как она сделана структурно, короче. Я такой, о, нифига себе, типа, взял, типа, по его, получается, картинке все там, этого ноды соединил, собрал, типа, и вот такой вот получилось, прям, вот живое, прям, вот, прям, красавчики, короче, вообще там. Это получается, ну, ты, наверное, во многих всяких сообществах состоишь, да, где вот есть подобные прекрасные люди, которые помогают. Ну, или, скорее всего, делятся Ну, идеями, там, что-то какими-то своими. да, ну, я только в этом, Reddit и Facebook, наверное, такой был, там делился, и там вот все советовали, то есть там делился М, картинкой, типа, и там советы, получается, после этого шли. А, получается, Очень ты, хорошее кстати, сообщество. свою игру в Reddit тоже продвигаешь. Нет, я ее еще ни разу не кидал туда. А, а что так? Ну, я просто наслышан о том, что Reddit прям очень сильно бустит популярность того или иного проекта. Прям, ну, то есть появляется очень много читателей и тому прочее и так далее. Может, Ну, наверное, м, можно попробовать, да. давай перейдем к следующему. Ну вот, кстати, хороший вопрос. Вот, что вообще вот тебя вдохновило на создание Харамарана? Ну вот, короче, как видно, да как проработал. Мгм. То есть, типа, да. Ну, во-первых, это моды, конечно, с одной стороны. То есть, ну, видно то, что это модно, да, вот 90-е, 2000 не знаю, да, что-то начинается такое. И тоже вот, ну, такая основная, получается, позиция, то, что мы можем сделать то, что мы чувствуем, получается. Да? Ну, как бы, ну, все мы боимся темноты, там, да, что-то там есть, да, вот тоже, знаете, там, ну, воспитаны страшилками разными якутскими, типа, да, там, М, в деревне боишься выйти в туалет, типа, быстро берешь там такие вещи, ну, и вот эти все. Вот это все вдохновило на это все. Прям вот захотелось прям вот так вот прям, чтобы, ну, ощутилось прям вот так вот, как будто вот прям, ну, в симуляцию вот это все вообще, не знаю, там идет такое, вот как-то вот на такое, знаешь, подтолкнуло вот это все. мгм. Ну, то есть это твой первый вообще, в принципе, хоррор-проект. Да, 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 это самый первый, то есть, и да, и к тому, что, типа, первый, типа, это то, что, ну, все инди, получается, многие инди, они входят через простые такие хоррор, короче, игры. И я решил, почему бы и нет. И туда также ворвался, получается. Ну, я вот как бы тоже хочу сделать какую-нибудь хоррор-игру. Ну, вообще, как бы видел в этом большие перспективы именно в том, что, получается, ты сразу прокачаешься по созданию атмосферы в игре, вот это вот все, Мгм. по тому, как вот ты будешь по нарративу и тому прочее вообще погружать игрока, вот как бы вот это вот тоже вот как было основным, ну, основной идеей того, чтобы вообще типа, начать делать хоррор-игру. Вот у тебя примерно то же самое, да, скорее тоже? Ну да, конечно, я же не, как бы не ворвусь, типа, да, там, и делаю там Call of Duty, типа, Ну, новую, типа, ну, конечно, да. нет, да, лучше начать с такого вот, именно атмосферного такого, да, то есть, допустим, я не умею там, допустим, делать большие там, да, стрелялки, шутеры, типа, это все идет медленно, там, каждая механика будет добавляться потихо, типа, по мере самого, как бы, ну, изучения, получается, Unreal Engine, то есть, вот сейчас вот так же это и происходит, то есть, я, допустим, как бы умею делать локации, но я как бы еще не очень хорошо делаю механики разные, да, то есть, и М, это все постепенно. понял. Вот так вот идет. Ага.
Теперь вот еще один вопрос. А как вы, ну, получается, определили, ну, жанр своей игры? То есть он у вас прям такой написан как якутская фольклорная хоррор игра. То есть что делает вообще уникальный вот именно Харамаран? Ну, мы хотим сделать ее, знаешь, не такой прям, чтобы там на каждую секунду там, да, джампскер, короче, Ну выходил, да, да, конечно, ага. кричалка выходила, типа. Мы хотим это, чтобы она так нагнетала именно, получается. Мы проработали сценарий, типа, у нас есть, как бы, получается, сценарий первого эпизода. Да, это еще одна там ремарка, то, что это будет альманах из эпизодов. То есть у нас первый эпизод это будет про эту деревню, деревня называется Харамаран, и там все это происходит. И второй эпизод, возможно, будет вообще происходить, не знаю, где-нибудь в Казахстане, допустим, в Кыргызстане, допустим, да, такие вот, мы хотим вот такой вот альманах сделать, то есть из разных, получается, таких вот взять и сделать из него вот несколько эпизодов, которые могут быть чем-то связаны. Вот, и да, то, что она делает такое, да, то, что хотим, да, именно вот тем, что это все наше, это все очень близкое нам, и это, возможно, будет пугать то, что он слишком такой родной, типа, да, вот, типа, вот вещи такие, типа, да, вот там музыка такая, там, не знаю, да, там все знакомое, типа, до боли, типа, это, как бы, и все это в этом, получается, в атмосфере этого, может, лавкрафтовского, не знаю, да, ведьмы с Блэр, да, может, Resident Evil, типа, вот такие вещи идут в этот, получается, у нас в референс. И вот так вот хотим, чтобы он таким стал, таким уникальным, медленным, нарративным, с голосами, там, да, вот с эмоциями. Вот, и вот так вот. Понял. Спасибо. Так, теперь я, скорее всего, буду делать переход на тему тематики и фольклора вообще к игре. Я вот что вспомнил, это, ну вот когда ты сказал про жанр и там прочее, вот что делает игру уникальной, это мне вот напомнило эпизодическую игру Fears of Atom. Вот знаешь про эту игру? Нет. Ага. Ну там, в общем, разработчик вроде как делает игру в соло, но Стой. Да. Все, вспомнил. У меня даже да. одна бесплатная игра есть. Я недавно смотрел видос, короче, полностью там час, типа, он все, короче, прошел эти уровни и рассказывал, короче, чел. Ага. Ну и сейчас вот еще ввиду контекста вот этого все. Там, в общем, разработчик берет реальные истории от реальных людей, и он, получается, переносит их опыт, который они пережили в игру. То есть там разные истории совершенно, типа бытовые какие-то случаи там. То есть человек, допустим, вот в первой его истории там про парня, который, у которого отец риэлтор, и он, получается, пошел присмотреть за домом одного из клиентов его отца за время его отсутствия дома. И когда он там находился, там, ну, случается страшные вещи, по типу приходит какой-то гость, так сказать, неожиданный, и, ну, как бы ставит его жизнь под угрозу, ему нужно прятаться там прочее. Всякие такие разные истории там есть, и вот вы так делать не собираетесь или как? Ну, в плане того, что, может, вы будете брать какие-то реальные истории и от местных жителей, может быть, что-то такое, что уже, ну, как бы конкретно появлялось в каких-нибудь новостных лентах или что-то в этом роде. В общем, ну, Ну вот, да, вот в этом да. плане, получается, наш первый, типа, основной сюжет, это получается как-то симбиоз, да, альманах, ну, знаешь, собирательная история нескольких страшилок якутских, короче, как бы так посмотреть, да, то есть когда-то в годах десятых, да, я прочитал в газете Дерсас одну страшилку прикольную, короче, там, где в одной, получается, деревне все пропали, типа, да, и это тоже что-то мне запомнилось, короче, я решил это использовать, А, получается, и тут тоже разные истории бывали, получается, тоже. Ну, и там тоже, кстати, в игре тоже есть, короче, немножко отсылка на это, если что, короче, видите. Вот, и получается, да, то есть это как бы симбиоз, да, отовсюду, получается, понемножку, короче, взяли и положили туда. И это то же самое касается, получается, якутской культуры, вот поп-культуры 90-х, и также и
получается, самого Якутска, да, то есть немножко скажу про второй левел, получается, он спланируется Якутск, там будет, типа, собирательный образ Якутска будет. Там, типа, не будет то, что один в один, но там будет, допустим, тысячи мелочей, типа, а перед ним будет стоять, типа, Ржанка. Типа такого, получается. Ничего себе. Ага. Собирательный образ будет просто такого, ну, общий такой Якутск, что было. Вот. И по истории, получается, у нас также это собирательный образ нескольких страшилок некоторых. Где-то придумали, где-то немножко как референс взяли, там, персонажей, чего-то такого, вот. И со всего этого, вот, получается, собираем такую вот, ну, одну историю, типа. Мгм. Ну, получается, игра прям будет отдушиной для тех, кто давно не был в городе Якутск, прям, или кто хочет вспомнить былое, как оно было. Тысяча мелочей, да, вот прям, да, с теплотой я вспоминаю, я туда ходил покупать картриджи для Дэнди и так далее, с Да, родителями. вот такие вот. Мгм. Такие вот, надо, чтобы такие были, ну, эмоции, получается. Когда играть будете в эту игру. Прикольно, прикольно. Так, ну давай теперь перейдем к теме процесса разработки. Какие трудности, ну, вообще встретились на этапе разработки и как их, ну, вообще решали? Как это у вас всё Да, вот происходило? очень большие трудности. То есть я сам самолетик тоже знаю. Мы сейчас в акселераторе участвуем, короче, и там надо было собрать билд, чтобы вот на этом, на цифровом алмазе, короче, ну, выступить там. А, И вот предварительно, короче, собрал билд, в котором не было ни голосов, типа, ни кустов, не было, просто бродишь по дому, типа, да, там пару ключей открыл, все, типа. И вот, короче, и за очень короткое время там, да, прям там озвучили, получается, создали квест, получается, ну, логичное, типа, начало, логичный конец этого дома, типа, уровня сделали. И, и такой собирай билд, а там ошибки, короче, один за другом выпадают. Вообще прям, это было аж 5 утра, наверное, было, короче. Я такой, блин, начал их там все решать, что-то, короче, прям. Ну, в итоге не смог эти все, короче, баги решить, что билд собрался. И, получается, с рабочим билдом, получается, с рабочим эдитором Unreal Engine, короче, пошел туда с ноутом свой. И там включил прям эту игру там на месте. Прям, вообще, ну, это реально боль была вообще, прям ужас. да. А вот, Вот, в том плане, извини, да, в том ага. плане то, что как бы я не собирал, типа, билд, я просто уровни делал раньше, типа, да, Мгм, и вот мгм. сейчас вот это было прям, я почувствовал, это прям, что надо все вообще прям четко там, не знаю, так. А так сейчас, конечно, там нас всего трое, типа, да, и то основной разработкой я занимаюсь, короче, там все хаотично, короче, там все находится. Там, представь, там, да, вот как в фотошопе, типа, это есть же слои всякие, да, вот, ну, А, где-то справа, да? ну-ну-ну. Вот, ну там точно так же, короче, получается. И там такое мясо там тоже, короче. Да, это, скорее всего, надо прям только почувствовать и увидеть, так сказать, поучаствовать Да, в да, этом, да, чтобы да, понять, да. насколько это все страшно. Так, ну вот, кстати, ты сразу подошел к вопросу насчет того, как, ну, как команду организовывал, ну, кто в нее входит вообще, вот, в команду твою. Сколько вас? Так, команда у нас, получается, образовалась только осенью. Мгм. Получается, Этого это года. мои Этого года, да, то Ага. есть, а до этого, получается, я сам один там что-то делал, типа, и вот, и потом сейчас вот, да, я, ну, как приехал, начал общаться, получается, вот с ребятами, да, кто мог бы, ну, вообще помочь, типа, на энтузиазме голым, типа, да, у одного спрашивал, типа, там, да, у другого спрашивал, типа, я вот занят, там, что-то, чего такое, вот. Одного уговаривал, типа, тоже очень сильно, да, типа, и согласился, да, кстати, да, очень хороший, короче, художник, Максим Третьяков, да, он как раз-таки работал с Дмитрием Давыдовым, со Степаном Бурнашовым, получается, в этом фильмах Айта, фильме Нелегал, в песне Лето и Наша зима еще фильм был. Он, в общем, художник тоже по окружению, то есть он рисует вот это все концептики и. Вот, кстати, да. Третьяков водоканал. Да, есть такое, да. Тусили у него на водоканале. Вот, короче, да, Ага. вот он, короче, есть, то есть, и он, получается, рисует концепты, допустим, вот эти вот, ну, внешне, как, что будет ставиться, что, как будет, какие предметы будут, такие темки, то есть, он помогает потихо. Вот, ну, человек занятой, короче, мы все тоже, все, да, все трое, у нас работы там, да, Мгм. семья там, все остальное, короче, ну, вот, уделяет, получается, время
каждый как может, типа, и делать, получается, эти. А потом, получается, еще третий коллега, да, то есть Павел Васильев, он тоже бывший коллега, то есть майтоновский, он сценарист и геймдизайнер тоже. Он, получается, работал над проектами как Cooking Diary, Riddle Side. То есть Cooking Diary это самая зарабатывающая игра Майтона на данный момент, кстати Ага. говоря. Вот, он работал на том проекте почти, ну, как бы в начале вроде как работал. Вот, и он вот на данный момент он помогает сценарием, типа, и с продуктовой частью тоже помогает. Вот, получается. И озвучивает, кстати говоря, тоже. М, Вот. А, вот, ну, по сценарной части, конечно, это вообще буст большой был. То есть, и я бы сам тоже мог что-то сделать, но это было, но как бы я решил, пускай это сделать человек опытный, Ну у да. которого есть опыт написания сценариев. Вот. Ну, согласился помочь. Сделал, короче, все, и вот в итоге вот Блин, прикольно. готов, Ну получается, ты прям демо-уровень. Dream Team собираешь, да, прям такой. Да, 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 вот, то есть знакомые ребята, вот, ну, как сказал, незнакомый тоже чел просто написал, типа, по музыке могу помочь, типа, вообще, блин, welcome, вообще огонь, вообще респект, короче. Мгм. То есть тоже пообщались, тоже, знаешь, вот дал ему, да, введение, какое мы хотим, типа, такого разного. Ну получается, вы все сейчас просто, ну, работаете над игрой на чистом энтузиазме, получается же, да? Да, 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 да. Мгм. Все чистый, чистый энтузиазм. То есть у Ну, нас она, есть да. работа есть фултаймовская, вот, и в свободное время, вот, как можем, уделяем. Сейчас у меня такой вопрос, скорее всего, лично от меня. Ну, в плане того, что вот я как бы тоже иногда стараюсь находить время и тому прочее. Вот как ты, ну, вообще самоорганизовываешь себя, вот, чтобы прям заставить себя начать делать то, что должен делать, вот, по игре и так далее? Может, ты, ну, составляешь какой-то план уже, может, ну, вот, что-то в этом роде вопрос. Ну, ты понял, я думаю. Так, ну, наверное, для начала нужно, Пересилить лень, вот эту вот знаешь, прокрастинация. да, да, да. Вот нужен бэкграунд, не знаю, да, вот именно в сфере там геймдева, наверное, да, или даже вот айтишного, вот, не знаю, какого такой сферы. Вот, как бы, ну, если есть бэкграунд, типа, ты понимаешь производство, типа, то есть, допустим, сейчас я как бы, нас как бы сейчас трое, типа, да, а до этого где ты работал, у вас было там человек 200 на проект, типа, да, как бы у тебя уже есть как бы представление, типа, как работает система, да, как это все работает. И с этого создается, знаешь, такой план у тебя в голове, короче, создается, так рисуется, что-то картина такая. И ты типа, знаешь, у меня такого нету прям конкретного. То есть, ну, когда вот только ставят задачи, допустим, когда поставил, то есть, когда у него отправил озвучку, короче, и сценарий, короче, вот тогда вот был у тебя просто четкий план, типа, да, делаю это, короче. Тут, короче, скрипт, тут здесь триггер, короче, все это ставить, типа. А до этого, типа, то есть, а, допустим, я хочу, типа, вот это поставить, допустим, эту механику сделать, типа, просто что ты можешь сделать сейчас, да, вот я не знаю. Просто когда бывает, иногда бывает вообще, типа, тогда вообще забиваешь, да. То есть, ну, есть там время отвлечься, допустим, пошел поиграл, типа, да, и все. Потом в один день просто заходишь, типа, и там у тебя само вырисовывается, короче, как так. М, Потому что, по секрету скажу, то есть там используются, получается, разные, получается, это, да, вот геймплейные разные. То есть это очень бустит, помогает тебе изучению, допустим, как это все объединить, соединить. То есть у меня сейчас тоже разные, получается, вопросы вырисовываются. Допустим, я хочу, допустим, механику стрельбы, я хочу добавить туда НПСников. Как мне это сделать? Допустим, я пока не занявшись этим, просто сижу на ютубе, смотрю уроки, допустим, представляю, типа, как это буду делать, допустим. Сейчас у меня есть какой-то монстр, да, допустим. Этого монстра, получается, я нашел на скетчфабе, то есть написал автору, я его спросил, могу ли я использовать у себя в игре. Он сказал, да, только меня укажи как, типа, автор, да, где там, типа, в этих титрах, типа, я сказал, вообще без базара, типа, все будет, да. Вот, и я, ну, он уже, типа, находится в позиции, у него поза есть, то есть я хочу его, допустим, в T-позу сделать, чтобы потом на него нагнать скелет. Потом на этот скелет нагнать анимацию, типа, да. И вот просто, это как, знаешь, как бы мечтание идет до того, как сяду делать, это мечтание. Просто сидишь, допустим, кушаешь, типа, да, или лежишь, типа, да, или видосики смотришь, как-то просто резко приходит, короче, как там скелеты ставить, типа, на Unreal Engine, типа, через блендер, короче. Такие вещи приходят, и ты смотришь, типа, уже представляешь, типа, как это будет вот так, 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 типа, да, вот. И потом, как ты знаешь, спокойно сидишь, типа, и нажимаешь на движок, типа, и все, пошло-поехало, типа.
или либо, допустим, очень много ассетов раздает Unreal Engine. Когда они раздают, то есть я постоянно что-то беру, хватаю, типа, и потом я их загружаю, то есть уже в отдельном проекте, и смотрю, тыкаю, типа, как это работает, потом, знаешь, думаешь, типа, как бы это соединить со своим, типа, получается, движком, игрой, типа, да, вот. Вот такие, получается, вещи, не знаю, как-то фоново вырисовываются, да, и потом ты идешь, сидишь, делаешь, короче. Прям вот, я не знаю, просто как тоже сам тоже не понимаю. Это как был тоже с этой, блин, откуда с неизвестной и страстью то, что даже вот то, что вот этот компьютер делал, да, это все делалось там с необычайной страстью. Просто я садился до часов 7-8 прям до часу, короче, вот вообще бессмочно делал все это. И вот так же как-то так, короче, допустим, хочу это сделать, короче, и прям сидишь там, тоже пропадаешь на пару часов, бывает. Вот как-то так, короче, бывает. Ну и не, честно, я сам тоже ленивый, все мы ленивые бываем, но как-то вот иногда бывает такое вот прям вот так вот, короче, вырисовывать, и прям сидишь, делаешь, короче, жестко прям вообще. Ну, можно сказать, что вот 7 лет работы в IT-сфере и там прочее, вот это оно прям, ну, как бы стержень тебе и базу дал, который дает тебе силу вот прям заниматься игрой, получается. Ну да, вот в плане структуры, да, в плане Мгм, вообще мгм. бэкграунда, в плане того, что ты хочешь сделать, типа, кому ты назначишь это, ну, ты это все представляешь, типа, ты все прожил, все пережил все это, и получается, это все у тебя как бы в бэкграунде есть, типа, вот так вот, Мгм. ну, прям, как бы, база, типа, Да. бейс, короче, есть у тебя там. Ну, иными словами, тут уже можно сказать, скорее всего, каким-нибудь молодым разработчикам, что иметь, скорее всего, может, терпение или что-то в этом роде, попробовать набрать больше опыта в каких-то других компаниях или в каких-то командах, потом уже следовать созданию какой-нибудь своей игры. Или все-таки, Ну, как ты это, не думаешь? знаю, думаю, это спорно, то есть, Мгм. я, я про молодых, да, вот этих вот не могу ничего сказать, допустим, потому что все, что я делал, типа, это все пришло мне с профессиональной деятельности, допустим, да, Ага. геймдизайном я занимался профессионально, допустим, да, Unreal Engine 5 я тоже занимался профессионально, то есть это, ну, понимаете, получается, с 9 до 6, короче, и даже чуть больше ты занимаешься, сидишь в движке, короче, там перебираешь все это, допустим, там вот эти вот вещи ставишь, убираешь, типа, да, оптимизируешь их, коллизии ставишь, да, вот эти вот, да, лод, короче, настраиваешь, вот это все, конечно, оттуда, ну, как, знаешь, вот прям, как это там, рефлекс, короче, бахает у А, тебя так, как-то вот так, вот, можно сказать. ну, уже То, что ты этим руки уже набитые, занимался. так сказать, прям уже. Да, то есть ты Сами этим все реально делают, занимался, да, как да. бы, да, профессионально занимался, типа, вот прям как рабочий день с 9 до 6, короче, вот. И из-за Мгм. этого я не могу сказать ничего про этих новичков. Это уже, получается, они сами как-то устраивают, короче, вот. Мгм. Ну вот, к примеру, И немножко... ага, Да. ну вот хотел сказать, вот, ну вот, к примеру, вот будь ты, например, вот, ну ты имеешь возможность, допустим, да, сказать себе молодому в начале пути, что бы ты ему сказал, допустим, вот, чем заниматься, чтобы, вот, например, ты был бы сейчас намного, ну, опытнее, чем, ну, мог бы быть, получается. Ведь куда бы ты направил молодого себя, вот, имея так, ну, возможность, какой бы ты совет Наверное, дал? он бы меня послал, типа, что за твою компанию ты этого, да, что-то учит Да-да-да. чему-то, короче. Вот таки Да-да. сделал, наверное. Нет, ну, я бы сказал, да, короче, вот, э, ну, блин, займись этим как-то, да, вот хоть как-то войди туда, не знаю, да, то есть я как многие, да, в Майтоне пошел как тестер, и оттуда тоже проложил свой путь там, ну, в геймдизайнер, то есть я как устроился, я хотел стать геймдизайнером, типа, а до этого я там чуть-чуть только так изучал, там не интересовался играми, типа, да, то есть там, ну, допустим, может, раньше, да, в школьное время там карты для Варкрафта, вот, и оттуда получается, да, то есть появилась возможность, типа, строиться, короче, и выйти дальше. То, что я подавался на это раза 5, наверное, там, то на продюсера, то на геймдизайнера, то на кого-то еще, короче, потом на тестера, короче, и вот в итоге попал. И там 3-4 года, наверное, вообще вот в тестерской сфере, короче, в сфере маркетинга еще был, в сфере, М, получается, аналитики, получается, конкурентно только после вот этого всего я стал спустя 4-5 лет, наверное, не знаю, как-то так. Вот, и я бы сказал, то есть, ну, займись, короче, да, вот профессионально, типа, в большой, короче, компании деятельности, чтобы получить базу.
Мгм. Получается, ничего не поменял бы, грубо говоря. Ну да, то Да? есть Мгм. как шло, так и, ну, я бы сказал, да, то есть, смотри, все, что я делал, типа, да, то есть оно мне очень помогло вообще вот в этой деятельности, вообще в своей, моей, короче, Мгм. да, допустим, то есть я учился в Китае, да, допустим, Мгм. китайский язык, английский язык, получается, там, да, я М, открыл для себя мир, да, то есть общался со многими иностранцами, да, и тем самым я нахватался, получается, ну, разговорного английского, китайского, да, то есть, ну, на данный момент я разговорный китайский очень плохой, но на тот момент у меня был два языка, получается. И, ну, сами знаете, то, что разговорный, читательный английский открывает двери в разные... И с тех пор, то есть, да, то есть, ну, с тех пор у меня получается очень много уроков, б- получаю, как бы сказать, а, ну, чуть больше опыта, чем на русском. То, что на русском там нравится, из них прям куча, там, очень. Ага. Индусы сколько уроков делают, ну, не знаю, да, вот, и вот это все, вот это, ну, то Сейчас, есть погоди-ка, вообще изи. Геннадий. У тебя вот прям звук как будто бы пропадает местами. У тебя чувствительность Может, микрофона, из-за может, связи? ну, или чувствительность микрофона. Он прям как будто бы режет. Так, может, поменьше сделать, да, или что? Не, чувствительность, наоборот, побольше сделал, чтобы он не съедал звуки. Во, ну, как будто бы лучше, да. Вроде. Мгм. Да, ну Ну вот, все. да, то есть, Ага. получается, то, что я делал, типа, оно привело, допустим, Мгм. да, там, где Мгм. ты не найдешь это на русском, ты можешь найти это на английском, да, то есть, об этом тоже везде говорят, то есть Мгм. во всех чатах, форумах, да, по разработке, все об этом скажут, что английский, такие вещи, короче, говорят постоянно, но это они говорят правду, то есть строите, получается, это все равно будет полезно не только в разработке, а вообще в любой сфере. Мгм. Хотя бы понимать нормально, короче. Но. Может, чтобы можно было туториалы разные понять. Это очень важно. Мгм. Вот. Все, спасибо. Так, давай сейчас вот перейдем к вопросам по игре. Вот, думаю, это прям такой самый сок будет. Какой основной игровой механике, ну, уделил особое внимание в Харамыране? Особое, да? Мгм. Это у нас, конечно, в первую очередь это атмосфера, наверное, считается за механику или нет, да? То есть, но На. у нас планируется именно, да, вот именно на атмосфере получается. Плюс, да, заостряем внимание на этом, получается. На загадках, ну, тоже загадки, да, то есть там, короче, если кратко, типа, там, получается, у нас есть люди, которые общаются друг с другом в старом якутском алфавите на Новгород. Ага, И ага. чтобы игрок это понять, он должен тоже как-то, знаешь, то есть, ну, от его лица, типа, он должен найти как бы алфавит и понять его, типа, как это все А, читается. Вот. И одновременно с этим, то есть там еще есть люди, существа, которые используют рунические надписи, мгм. получается. Тоже такая тонкая тема, да, то есть, но мы там как-то я, ну, создал небольшую, ну, то, что создал, да, я взял кыргызскую интерпретацию, получается, то есть там есть просто буквы есть, да, разные, да, вот г, пусть, да, на кыргызском тоже есть, короче. И они просто тоже как бы равняются какому-то какой-то руне. И так вот так вот я просто понаставил, и как бы в мире игры, то есть это очень-очень древний, допустим, ну, как бы язык, не знаю, да, ну, в плане вот, да, в рамках игры. То есть там тоже будут, получается, разные рунические записи, которые их там, Прости, поэтому, сейчас знаешь, перебью. Давай созвонимся в Телеграме, потому что что-то тут все время какая-то херня. То ли связь, то ли что. Но в Телеграме может должно связь, быть лучше. Но давай попробуем. Сейчас я тебе Мгм. позвоню в Телеграме. Так. Кстати, все вопросы от чата будут идти уже в конце. Ну, после всех вопросов, что я заготовил, э, после всего этого будем да, задавать. Раз. Слышно? Алло, да, слышно? Ага, все отлично. Ну, вообще намного лучше, как будто бы. Так, ну, получается, я вот говорил, дальше вот по игре, получается, продвижение идет, когда ты расшифровываешь послания других персонажей, да, вот на древнеякутском языке или по алфавиту, Да, это получается. получается.
какой-то, получается, нарратив, то есть ты, допустим, мы хотим сделать так, да, чтобы, допустим, ты находишь разные письма, разные, да, послания, короче, которые ты пока не понимаешь, да, и, ну вот, это получается механика, вот это вот, да, хотим именно сделать так, чтобы ты находил разные, получается, обрывки этого, получается, алфавита, и потом ты постепенно начал их понимать. Но это механика в разработке еще, то есть мы пока не очень хорошо знаем, как она будет работать. То есть на демке там все проще, короче. А хотим, чтобы было так именно, чтобы ты вот частями, короче, у тебя там, ну, все вот это вот выходило, короче, постепенно все это. Также и с рунами получается. Не только с алфавитом нагрузки, а и с рунами тоже так же будет. Мгм. Понял, спасибо. Так, ну дальше насчет графических и звуковых элементов вопрос скорее будет. Но ты уже отчасти их ответил, но тем не менее давай попробуем еще раз пройтись по ним. А какие звуковые и графические элементы вот помогают создать атмосферу ужаса в игре? Вот именно вот ужаса типа. Ужас, ну, конечно, тьма в первую очередь, то есть, Мгм. чтобы было потемнее, допустим. Я вот даже расскажу тоже прикол такой, да, то есть я сам, короче, когда делал, Ага. получается, когда я один был и делал уровень, там лесок, короче, есть, я сам ходил по нему, самому страшно становилось, короче, просто. Ну Не, по слушай, сути говорю, вообще, ну нормально. это, смотри, Ага. то есть я сам знаю то, что там ничего нету, да, никаких обав всяких нету, я сам знаю, но атмосфера, знаешь, как давит, то, что ты М, во тьме, короче, ходишь по нему, короче. Ну да, ну Вот, да. вот, даже вот, ну, со стороны разработчиков, я знаю, что там ничего нету. Там точно ничего нету, но, понимаешь, мозг создает, типа, фантазии свои. Это как реально ты сам находишься в темном лесу, то есть там сразу создаешь сам все это тоже, короче, вот. И это вот насчет графической части, получается, да, и расскажу насчет аудио части, да, то есть по аудио части планируется прям вот на данный момент у нас из аудио своего только, наверное, голоса, да, Ага. из остального это мы собрали из ассетов. Ну, это как демка просто, да, то есть, но мы, то есть у нас уже есть, короче, да, один человек, мой бывший коллега, да, он одолжил мне микрофон огромный такой, за сколько, М, 30 тысяч рублей, наверное, Ничего себе. типа для записи специально, короче, такой, ничего себе, короче, вот. И сам тоже купил, тоже такой же, только попроще, там, 1005 стоит тоже, да, как дополнительно. Вот. И вот планирую, допустим, на скором времени, допустим, даже ну, новогодние каникулы съездить туда, короче, в деревне и записать вот именно такие аутентичные записи, допустим, как там, да, вот шифонер двигается, шкаф открывает, там пол скрипит, там, не знаю, вот такие вещи. Вот такие, короче, аутентичные вещи пойду буду записывать. То есть это как бы зимой будет, весной тоже буду так же записывать. Короче, каждое все, каждый звук, то есть планируем, все будет аутентичным, прям один в один, как все тогда было. То есть М, даже там, знаешь, вот включаешь плеер, типа вот это все, короче, хотим, чтобы было все свое, допустим. Вот. Ну слушай, прям хороший подход. А вот насчет того, что ты ходишь в лесу, ну это прям, ну, вообще зашибись, я думаю. Ну то есть, ну Да, это ну же это должен прям сам кайф ощутить, вообще. конечно же. На инстинктивном уровне, Да, как да, это да. все работает и так далее. И как это передать в игру, ну да, это прям, ну слушай, это уважаемо, уважаемо. Это прям Да, я хорошо. прям сам не ожидал, короче, то, что мне так страшно самому там вообще. Ну, там тоже всякие приколы были, типа, ну, домик строил, короче, там моделька была, это просто, ну, знаешь, как просто, да, типа, как референс, да, вот человек, как, допустим, модель человека есть, типа, с анимацией. И просто так я игрался с разными модельками, это у меня была моделька этого, Джоэла, короче, из Last of Us 1, короче. И А, однажды меня тоже напугал, короче, там стоял на улице, у него анимация зациклена, бегание, короче. Он меня как-то тоже напугал, короче. Я этот знал, что я положил, и я забыл о нем, то есть как бы для референса, допустим, там человек 1,80 м, типа, да, ставлю его, чтобы там высота была там разных типа вещей. Типа, я его забыл, короче, на улице. Выхожу, тоже дернулся, блядь. Вот он стоит, дергается, короче. Прикол вообще. ну блин, спасибо. Так, вот еще хороший вопрос. Как вы вот собираетесь взаимодействовать с игроками, получается? Ну, получать обратную связь от них. Ну, пока не знаю, ну, как, наверное, отзывы, наверное, да, то есть там в демке отзывы, может быть, там в Steam, да, ну, в самой группе там в личку, блин, не пишите, не знаю, да, как-то такие вещи.
Ну, ВК Play, может быть, да, демка когда-нибудь да выйдет туда, тоже, там же можно будет обратную связь давать, в группе можно будет обратную связь давать, в комментариях прям тоже можно будет. То есть, ну, мы такие же простые люди, открытые ко всему, допустим, ко всем, допустим, идеи можете скидывать, не знаю, да, отсылки хотите, может, какие скинуть там, не знаю, да, все, что хотите. Ну, получается, мы сегодня, ну, вот, поиграем, ранний билд, и тут ты, получается, получишь какой-то, ну, самую первую фидбэк по игре, получается. Да, О, да. прекрасно. Хорошо. Так, ну и давай сейчас, ну, перейдем к личному и культурному. Вот какая у тебя вот личная связь с культурой Якутии и ее фольклором? Ну, у меня все базово получается, ничего такого сверхъестественного, типа, да, ну, в плане, знаешь, такого, да, всяких вот таких вот. Да, ну, я такой Ну, прям не обычный, фанат. допустим, Так. я прям вот такой вот, знаешь, вот, не горю, короче, вот так вот, типа, не меняю свое имя, да, допустим, на якутское такое, да. Э, У меня нет такого большого, ну, конечно, я это знаю, то есть я осознаю то, что я там саха, там все остальное, и вот из-за этого, получается, это все и вот так вот, получается, отражается, да, вот, то есть как бы от обычного человека, типа, от понимания, как от обычного человека понимание всего этого, получается, как бы, как сказать, да, вот такого, ну, не прям такого, знаете, внутреннего, а такого, ну, всеобщий, типа, да, широкой, как бы сказать, такого вот, от обычного человека обычным людям, типа, не фанатам таким прям, знаешь, вот прям, не то что фанатам, а таким прям, да, которые кем тут лар, допустим, да, Бартын Биляльдер, типа такого, да, а вот так вот, обычный чел, типа, вот как-то так вот. Я не позиционирую себя это прям таким вообще огромным таким, да, то есть, ну, как бы я и есть являюсь тоже таким человеком, типа, ну, из Саха, типа такого, вот. М. Как-то так, типа. Но, тем не менее, игра прям по ходу выйдет. Ну, прям, так сказать, от лица просто жителя Якутска. Да, 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 да. да, вот. То есть каждый, думаю, видит во всем этом что-то свое знакомое. Так, спасибо. Вот, дальше. А какую роль, вот, по твоему мнению, играют вообще игры, вот, основанные на ну, на народном фольклоре в сохранении культурного наследия? Как думаешь? Ну, знаешь, то есть, ну, мы же, то есть, как бы, да, тоже работал, да, получается, в большой компании, которая, то есть, сделала игры западные, чтобы, ну, чтобы, знаешь, денежку делать, получается. Это, конечно, бизнес, это не это, потому что я помню, да, то есть, приходили дети разные, да, допустим, взрослые люди приходили, да, деятели культуры, допустим, да, то есть, люди, которые интересуются культурой. И постоянно спрашивали, типа, да, вот вы, короче, почему не делаете якутские игры, типа, почему вы делаете американские игры, короче, вот. Но. И там же тоже стоит тоже такая, типа, а кто будет это покупать? Типа, вы купите это за 1000 рублей? Типа, они такие: нет, типа такого не было. Вот вам и ответ, типа. Раз вы, получается, вот так вот отвечаете, то есть и от других остальных тоже ничего такого не будет. Вот, Мгм. и по этой части, допустим, то есть мы что делаем, допустим, ну, как мое личное, да, получается, мое личное, это отношение к этому, да, то есть э, у меня нет цели разбогатеть, да, то есть у меня есть цель сделать что-то значимое, хорошее такое, то, что ты Мгм. можешь почувствовать, да, вот, не знаю, вот что-то, знаешь, как пример, да, не знаю, да, как обычный человек, допустим, ну, хоть с каким-то бэкграундом, да, вот, сделал, короче, вот такое. То есть у нас сейчас уже есть большое достижение, то, что мы сделали вот эту демку, это уже большое достижение. И дать, понимаешь, вот этот, мотивацию, пинок там, да, для Мгм. других разработчиков, те, кто хотят начать, да, допустим, моделить хотят начать, типа, и так далее, то есть, да, и по этой части, знаешь, тоже у нас там тоже большой пич был тоже, да, вот, рассказ, допустим, у нас на огромной презентации есть, короче, то, что, знаешь, можем тоже как бы создать, типа, вот именно местные кадры, чтобы здесь все работали, чтобы здесь все делалось, короче, для своих, допустим, да, ну, по всему миру там, то, чтобы по Казахстану, по вообще тюркскому миру, типа, распространялось, типа, вот М. таких вещей. Вот. Так, что-то я мысль потерял, короче. Что-то далеко ушел. Не, Что я ну, говорил? Вот, да, про да, якутский, да-да. да. Да, вот. Ну вот в этом-то и суть. То есть, блин, ну, надо, знаешь, я хочу, как пример, не знаю, да, то есть, вот Мгм. так вот, качественно прям, да, ну, в AAA качестве, не знаю, да, вот, выпустить все это вот. Мгм. То, что игра-то выйдет еще не скоро, а то, что только-только началась, да, вот месяц назад, наверное, это вот такое вот. М. И тоже неизвестно, как долго она будет делаться, потому что мы все заняты, Мгм. у всех работа, семья, вот, и как будет продлеваться это все. Вот это все, знаешь, все это так туманно, но она будет делаться очень медленно. Ну, считай, вот, ну, вообще, на самом деле, по сохранению культурного какого-то наследия в сфере игр, да,
У нас в Якутске, ну, уже практически игр-то нет на самом-то деле. Ну, ты считай, ну, сейчас, как бы это сказать, находишься в корнях вот этого возрастающего дерева, получается, по факту, на самом-то деле. Ну да, Ну да, возможно, да. Ну, один есть, из... есть, конечно. Мгм. Один из, да, вот. Есть, короче, еще ребята. Сеттах, к примеру, Monster Attack. О, да, да, вот Да. красавчик, да, кстати, Мгм. недавно анонсировал новую игру, вообще Мгм. красавчик. Я с ним общался, кстати, ну там А, немножко в его группе. э, Вот, ну, поспрашивал он чуть-чуть, короче, красавчик тоже. Я тоже, короче, поиграл, купил, поиграл, так тоже мгм, прикольно. мгм. Слушай, а ты его вообще лично видел когда-нибудь? Он прям такой скрытый человек, да? Да, Ну, не, я только в Дискорде с ним пообщался немножко и ну. все. Его как Чуть-чуть будто бы совсем. никто, ну, прям воочию не видел. Я вот, к примеру, Да. его свел с парнем, который озвучил игру. э, Мгм. И он его тоже вообще не видел. Просто он взял, записал Ну какие-то вот. вот, да. Вот голос, получается, главного героя, это вот все вот было сделано э, парнем по имени Арчиман. Ну, кстати, хороший такой, Ага. прям этот профессиональный, этот, так сказать, он когут рассказчик. Вот он Надо тоже старается. позвать, кстати. Мгм. Ну, кстати, могу тебе дать, да, его Ну, номер, вообще без А, проблем. ну прикольно, да. У нас же там все открыто получается. У нас есть Мгм. один персонаж, есть еще один персонаж, Мгм. есть еще один персонаж, есть и развиваться будут еще несколько персонажей. То есть я Мгм. там уже немножко, короче, с разными, короче, людьми общаюсь, Мгм. договариваюсь, как Ну бы и так. считай, у него опыт есть тоже. Будет прям. Прикольно, вообще Да, огонь. да, да. Ну все, классно. Так, спасибо. Так, еще. А, вот еще вопрос. Какие темы или послания вы, ну, как бы, ну, думаешь, может быть, донесет до игроков вот твоя игра? Ой, даже не знаю. Ну, во-первых, это то, что, знаешь, именно на русский алфавит, типа то, что вот этот, то, что культурно раньше было, то есть у нас там вообще когда-то рунические, получается, были у нас записи, да, а потом у нас новгородские записи вот эти были, которые, знаешь, вот отличают, да, отличаются кириллической, да, не знаю, ну как вот в такой части, знаешь, культурная, допустим, да, потому что у нас мы сейчас делаем, то есть у нас еще не прям получается прям планы на раскрытие, получается, именно по культурной части есть, только они у нас все еще, короче, в этих обсуждениях, получается, А, там мы не можем решиться, допустим, как это все показать. мгм. Вот. Ну, как бы у нас там немножко лавкрафтская тема есть такая, да, темная, допустим, и мы хотим, да, это показать, но не хотим как бы подпортить, получается, культурную составляющую. Вот, и об этом, знаешь, вот как-то вот общаемся, вот, и не хотим как-то, чтобы в плохой части показать. Ну, Тут, конечно, тут да. еще много, короче, надо пообщаться. Ну, прям бережно к этому относитесь, Как-то получается. так. Да. Да, да, да. Мгм. Ну, хорошо, спасибо. Так, ну и дальше давай вот про будущее и вообще расширение. Вот какие у тебя вот, ну, планы вообще в дальнейшем вот развитию, по развитию вот Харамрана? Будет ли это какой-то, возможно, франшизой или что-то в этом роде? Ну, пока еще рано, конечно, об этом говорить, но как ты думаешь? Ну, вообще, да, получается, да. То есть у меня Мгм. была цель такая. По части игры это будет эпизодически, получается, выходить вот как тот же самый Chill's Art Games, который это тоже, то есть, Да, и вот да, как-то, как хороший там, пример. Fear of Faith, или как там, да, Fears of сказал? Fathom. Fathom. Fear of Fathom, да, вот с Fathom, Да. вот как оно, короче, будет. Мгм, мгм. Типа несколько, получается, эпизодов разных, которые будут переплетаться там разным отсылкам разными, да, то есть мы хотим, допустим, если там в будущем повезет, допустим, да, какие-то средства, может, привлечем, да, допустим, может там взять кыргызские, да, тематики, допустим, да, или там алтайский, может быть, да, тематику, это такую, да, вот именно малых народностей, да, допустим, да, ну, может даже бурятскую, не знаю, такие вещи, или тоже казахскую, да, такие темы так вот переплести, так, не знаю, да, может, даже американскую, да, вот американских индейцев, например, да, можно даже туда прям вот так вот переплести, может, будет в один сюжет, потому что как, ну, мы же тоже там, одни корни тоже у нас тоже там такие темы есть, вот как-то по этой части все объединить как-то в одно, да, допустим. Это, конечно, один момент продвижения, да, второй момент продвижения, у меня есть, ну, желание большое, допустим, развивать именно здесь вот этих вот, как бы сказать, вообще по Unreal Engine, короче, темку такую, то, чтобы обучать народ, чтобы они, получается, делали все это здесь
знаешь, это не просто игры, это кино, допустим, да, там графика для кино, то есть это такой удобный инструмент, да, который можно использовать вообще повсеместно, допустим. И очень хотелось бы, знаешь, вот как-то это все развить как школа, да, то есть, ну, конечно, без денег нельзя будет делать, да, то есть это нам необходимо будет полностью себя на это посвятить, типа, а это как бы авантюра такая, да, то есть раз на раз. А если мы привлечем, типа, большие деньги, там, республиканские, может быть, да, допустим, может быть, что-то даже получится, допустим. У меня сейчас идея просто этого, да, получается, так, ну, немножко пролетает, допустим, я смотрю, да, допустим, фотографии, якутские 70-е, 80-е, допустим. Ну, я же сделал, типа, 1000 мелочей, да, почему бы не сделать, типа, вот эти все здания, допустим, старые, да, вот в старинном стиле, допустим. Можно сделать вообще даже, знаешь, как музей, город-музей, типа, просто там, ну, путешествуешь по Якутску 70-х, допустим, это же классно. Там централку видишь, типа, да, Аржанку видишь, типа, ну, в такой графике модерн-ледженской, типа, еще можно даже VR, короче, делать. Кстати, VR я тоже пробовал, но там очень лагает все, короче, на данный момент. Вот. Можно вот такие темы, ну, знаешь, показать, типа, проект такой, типа, Якут 70-х, да, пойти там куда-нибудь, да, в министерство, да, такие вещи подумать. Вот такие вещи тоже, конечно, вот так вот, ну, проскакивают в планах. Ну, конечно, сейчас в начале пути-то, ну, прям очень много куда можно развиться. Ну, то есть путей много, прям я бы сказал, конечно. Да-да-да. Спасибо. Так, какие другие вот аспекты якутской культуры еще вот хотелось бы вам вот исследовать в каких-то будущих проектах, возможно? Или, скорее всего, уже как-то отойдете от этой темы? Как это вообще будет интересно? Вот да, вот даже не знаю об этом. Ну, не знаю, может быть, да, получается, возможно, да, ограничимся первым эпизодом, да? Угу. А может быть, нет. То есть первый эпизод тоже как бы хотим, чтобы он был массив. То есть у меня есть сейчас есть начало, есть конец, получается. И нам нужно вот серединную точку вот этого сюжета все нужно все сделать, допустим. И да, ну, скорее всего, на этом остановимся и продолжим уже по другим тематикам. Да, это уже как выйдет по деньгам, да, по успеху, да, то есть, ну, это Да. еще не скоро будет, там, как минимум год, наверное, Ну, даже все больше. сильно зависит от успеха, получается, вот первого эпизода. Да, конечно, Да, да. конечно. Да, то есть, ну, да, ну, даже если успеха не будет, допустим, то и то хорошо, типа, я сам тоже был доволен, там, игру такую сделать, выпустить, чтобы, знаешь, что-то родное, типа, было, и чтобы вот люди почувствовали вот все это, вот немножко там страх, там, не знаю, такой. Мгм. Вот. Ну, спасибо. Ну что ж, я думаю, в принципе, можно сейчас перейти к самой игре. Давай сейчас поиграем. А потом в заключение там еще осталось 2 вопроса. И, ну, хотя, скорее всего, даже 3. Там, ну и потом... Вопросы что-то ребята задают. Ну да. Ну Ты давай, где? давай, в принципе, сейчас давай пройдемся по вопросам из чата. Хорошо, спасибо, что напомнил. Так. Самый первый вопрос. Ну вот, Ойерс спросил из Твича. Каких людей вы ищете? Люди работают в основном на полном энтузиазме. Хотелось бы узнать больше, а возможно даже поучаствовать, говорит Ойерс. Ну, у нас, да, вот вообще, то есть, полный вообще энтузиазм, то есть, ну, как сказал уже, нас там трое, да, вот, все вот вообще прям находят время, что-то делают, да. Ну, вот, как сказал, еще один, вот, да, Фред Хэт связался, музыкант, да, вот, то есть, возможно, он что-то чем-то добавит, да, вот, не знаю, ну, блин, ну, мы открыты к любому коллабу, к любому сотрудничеству, там, не знаю, да, ну, почему нет, вообще открыт для всех предложений, допустим. Если кто 3D-шник есть, допустим, такой якутские элементы, да, в 3D есть, да, то есть, ну, пожалуйста, прям вообще, там, не знаю, да, кто что может, конечно, предложить, помочь. Вообще приветствуется. Ну, в общем, ссылка на телеграм-канал есть на моем телеграм-канале. Там вот... хотя погоди. Давай-ка я сейчас даже лучше скину в чат. Я просто вспомнил, что в телеграм-канале я конкретно на YouTube видео закинул. И там, я думаю, вот в телеграм-канале вы сможете непосредственно с Геннадием как-то выйти на связь. Написать в комментариях под постом и так далее. Там все время выходят девлоги. Да. Так, вопрос от Арсена Степанова из Ютуба. Это будет ужастик квест или там есть конкретные враги? Ну, знаешь, это, наверное, мечты, да, добавить, да, вот, эти, конечно, у меня в планах, конечно, было, да, в таких, да, прям таких красочных планах, типа, монстров там в стиле Resident Evil 2, там, да, такие там, Dead Space, там, знаешь, такое. Да-да-да.
Это, да, конечно, планируется. Конечно, в идеале можно было сделать, но это надо разрабатывать механику, разрабатывать вот этих вот этих handpressников, да, вот эта вся анимация, да, то есть это все, как бы сказать, в мечтопланах, можно сказать, короче. Если, знаешь, если я осилю это, да, вот именно по, знаешь, по программированию, по блюпринтам, да, вот это все На-на-на. внедрить, это все сшить нормально, то есть, то, конечно, да, вот, они будут, да, то есть не прям много, да, ну хотя бы там как минимум один, короче, там, да. Мгм. Хотелось бы, чтобы он был. М. Так, дальше. Так, вопрос от Рокси Кэта из Твича. На сколько часов игра планируется? Вот, получается, первый эпизод. Как думаешь, насколько он продолжительный будет? Вот это тоже такой, да, М. вопрос. Ну, вот как тоже пойдет там, ну, часа, наверное, 3-4, наверное, да, то есть, ну, и также он будет по стоимости тоже не такой жирный, допустим, там должна быть такая нормальная срединная цена, то есть не слишком дешево, не слишком дорого, то есть и не слишком длинно, чтобы не затягивать, да, то чтобы это как бы первый эпизод, то есть мы хотим, чтобы история этого персонажа, она так, ну, завершилась, короче, вот нормально от начала до конца, да, то есть не сильно затягивает, получается, время игроков. Мгм. То есть, да, вот, ну, планируется, да, 4, да, вот 4-5. Как Мгм. первый базовый эпизод, типа, пойдет. Как-то так. Ну, это все, конечно, сейчас планы такие, да, то есть там дальше как пойдет разработка. Вот. Мгм. Хорошо. Ну, то есть там, ну, все зависит от того, какие там задачи будут ставиться в игре и от их сложности. Да. Вот думаешь, вот в этом будет его продолжительность зависеть? Ну, да, может быть, она, скорее всего, так и есть. Ну, Мгм. просто, ну, конечно, да, то есть у меня много зарисовок, да, вот, и мы потом все это с сценаристом, короче, все это обсуждаем, типа, как по возможности сможем это сделать, нет, типа, и сразу так вот вычеркиваем все это сразу, короче. Вот. И Мгм. у меня очень, ну, у меня есть вот этот, короче, один монстр, короче, который появится, но если пойдет, то может, допустим, постреляться, подраться, да. А если нет, то он будет там просто ходить и я убивать. Ты будешь от него убегать. Как, Мгм. знаешь, как в настоящей жизни. Типа, ты, допустим, у тебя, типа, ничего нету, ни оружия, ничего, да, допустим, там, только там дрова, не знаю, да, там дать отпор не получится, типа, Мгм. типа такого. Вот, как-то в таком, знаешь, в приземленном таком, да, типа, в приземленном городе, короче, так, как-то так, Понял. если так. А у тебя, кстати, главный герой, он будет как, ну, то есть конкретный персонаж, то есть он будет иметь какой-то характер, там прочее, или будет какой-то такой идти нарратив таким образом, чтобы, ну, то есть главный персонаж не разговаривал, там прочее, и все как будто бы должно идти от первого лица непосредственно игрока, то есть сам игрок находится в данной ситуации. Ну, частично, но там М. у человека есть характер, и имя есть, там все, ну, все увидите там Все понял, в хорошо. демке сейчас. Так, ага, так, дальше вопросики. Так, от не твой папочка из ВК Play вопрос. Что значит название игры? Харамаран. Он, да. Название игры это означает это название деревни, в которой происходит место. А переводится оно как Черный холм. Это тоже, да, тоже Мгм. такая явная отсылка, да, там Ну Тихий слушай, холм, да, нормально, такая нормально. тема. Вот, короче, ну, как-то так. Это вот, да, то есть, получается, тоже, как бы сказать, да, собирательный образ будет, то есть, в планах, да, то есть, там сделать собирательный образ природы Якутии. Ну, хотелось бы в идеале. Вот, короче, так и называется. Просто Черный холм, то есть. Ну прям, Ну, ну, конечно, немножко были споры насчет названия, то есть я хотел назвать Ортомаран, типа хотел назвать, но потом все-таки, ну ладно, короче, пускай будет так, там так пойдет дальше, типа. не, ну вообще название Черным Холм звучит прям внушительно, как по мне. Интересно. А Харамаран, ну И он, немножко клишированно, ну тоже, да, типа можно сказать такое. даже. Ну, Харамаран звучит хорошо. Ну, то есть, если человек потом узнает по ходу вообще, ну, что значит это название, он такой, типа, Черный холм. Типа, о, прикольно. Ну, то есть... Ну да, то есть это тоже имеет глубину в сюжете, короче, если Мгм, что. мгм. Как-то Ништяк. так. Хорошо, спасибо. Так, опять же, давай сейчас к другому перейдем. От Лейми Ви из Ютуба вопрос. А в какой-то момент ты осознал, что хочешь делать игры?
В какой момент? Ну, вот в моменте, когда я уволился, да, вот с одной компании, где я был, да, именно Unreal Engine Ага. environment артистом, то есть делал локации, да, то есть и как раз-таки что-то сидел, ну, вот, да, как я говорю, то есть Unreal Engine, Blender, короче, тыкал, типа, да, то есть прям, знаешь, что-то случайно, допустим, там случайно, тут случайно, короче, да. Я подумал, а вот почему нет, типа, почему не попробовать потыкать Мгм. там остальное. Ну, прям И потом осенило. еще в этот, да, потом еще в этот момент параллельно, короче, выходит такой трейлер, такой, нихуя А, себе, типа, ну-ка глянем-ка, короче, я да-да-да. такой, вау, фига себе, блин, чувак делает, типа, нормально, типа, Ну, а что не слушай, попробовать тоже? Монстра так прям катализировал, да? Вдохновил людей. Я бы сказал, Да, 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 есть такое. да. Да. Я такой, ну, блин, можно же тоже что-то, да хотя бы трейлер, да, сделать, не знаю, попробовать, да, допустим. И окей, типа, все это что-то в одно все это соединилось, короче, типа. И такой, ну, а давай, типа, попробуем что-нибудь, типа, как хобби. Да. Типа, никого ничего не обязываем, типа, денежки не собираем, как не знаю, как ну, в краудфандинге, типа, да, и Мгм. ничего такого, просто, ну, типа, что, народный проект, типа, можно сказать. Да. Так, сейчас. Ну, вот, кстати, по поводу названия сказали, что название кайф по классике всех якутских Ну, хорроров, по прикольно. типу, да. Вопрос от Маутен Лау из Твича. Он, в общем, говорит, что следит за разработкой игры в Телеграме и ждет выхода. Какие игры или фильмы, или даже события из жизни повлияли на стиль и сюжет игры? И хочешь ли ты в коллаб с разрабом Страшилки с Севера? Ну, тут прям много вопросов в одном предложении, как бы, ну, на что Так, ответишь? ну, да, ну, на все точно. Какие игры, да, это, конечно, в первую очередь, это, конечно, PT от Кодзимы, да. Он прям так повлиял, прям жестко, прям так. Я даже помню, как мы играли в этот PT, короче, на даче темной, короче. Я помню, взяли с собой Соньку, короче, и на даче, короче, выключили свет и играли. Там так кричали все мужики, блин, короче. Она оставила такое впечатление вообще. И Добавлю потом тоже. Я потом контекста. забыл о нем. Это вот Playable Teaser называется PT. Хидео Кодзима занимался этой игрой, а сам PT непосредственно был проектом по франшизе Silent Hill. Он был вместе с Гильермо Дель Торо и с Норманом Ридусом главной роли должно было быть. Но прикрыли, к сожалению, проект. Да. Но игра сама PT прям оставила след в игровой индустрии. Одна В лишь вот итоге эта вышел Death демка. Stranding. Да. В итоге вышел Death Stranding. Да, одна лишь демка, вот. Она, вот, я тогда очень этовался, короче, прям, типа, а потом забыл на десятки лет, не знаю, сколько, на 7 лет забыл. Потом тоже начал заново изучать, смотреть, вот как они все это делают, там звуки какие, типа, да, что там страшит, типа, там, вот это, там, люстра там что-то звенит, звучит, да, вот, звуки дождя, типа, там что-то идут, короче, вот, и она тоже повлияла, допустим, именно тем, что она вот так вот прям нагнетает, как там нету там выскакивающих призраков очень много, да, а именно таким нагнетением, типа радио звучит, ну, явно видите, короче, схожести, типа, там радио звучит, там что-то там звучит, типа, вот, именно такие бытовые предметы, чтобы тоже, знаешь, пугали, короче, вот, там у нас тоже планируется, вот, звуки записывать буду, короче, там тоже разные такие бытовые вещи, которые меня там пугали, допустим, вот тоже, короче, буду их добавлять. Так, это какие игры? Фильмы, да? Так, Фильмы, да. фильмы. Это, конечно, якутские фильмы, ужастики. Там, конечно, у меня там будут еще отсылочки тоже к ним будут, если что, там прям в игре много. Потому что она тоже играет такую прям большую роль, короче, как, знаешь, вот именно вдохновляющую роль вот именно в атмосферности, короче. Ну, там явно все услышите. Вы это услышите в музыке, вы это услышите, короче, вот в этом всем, короче, в голосах. И вот это все увидите там вообще. Это все будет, короче, вот прям вот там вот. А вот события из жизни... Не, кстати говоря, события из жизни не особо, потому что я в своей жизни боялся, допустим, от этого всякого такого, но сам лично с таким, вот таким вот, да, не встречался с паранормальным. Ну, скорее в подкорке А, где-то из этих летних лагерей, страшилки, вот это вот все, да? Оно, да. да. Вот, Или из деревень. ну, так же, да, как в начале говорил, типа, ночью, типа, когда, ну, там, да, там подросток, короче, выходишь в деревню пописать, типа, там темно, типа, и ты бежишь обратно домой, типа, со всех ног, типа, вот такие вещи, то есть твоя фантазия, то, что в темноте могут там все что угодно, допустим, да, и там разные там существа могут тебя ждать, типа, захавать, типа, не знаю, да, типа такого, короче, может быть, короче. А вот как раз-таки тоже есть очень прикольная, короче, знаешь, отсылочка, тривия к Страшилке Севера, короче. Страшилки Севера, я с ним общался тоже вот недавно, совсем А, осенью, да? ага.
Кстати, тоже, короче, он с Немигунцев, село Уй, короче, он там живет. Он, кстати, ну, короче, знакомый через двоюродного брата, допустим, тоже. А, То есть, как бы заочно его знаю тоже. Вот. И когда буду там, наверное, в деле, надо будет с ним тоже пообщаться, там, Сходить в гости, не знаю, позвать в гости. Пообщаться можно будет с ним так. Ну, конечно, коллаба, конечно, было бы прикольно. Да, допустим, его голос, допустим, записать, то же самое, не знаю, да? Можно было бы прикольно. Такие, знаешь, отсылочки, допустим, мультики где-нибудь в телеке поставить, да, типа. ну да, Он еще кстати. игру делать, нет, Ну, кстати, в отличная Steam идея. играет. Да, отличная идея. Мультики поставить его. Вот у него уже есть YouTube канал, как там назывался. Там вот у него есть короткометражные, страшные, типа вот. Это же вообще офигенский мультик Да, да, вообще. да, очень прикольные. Некоторые очень динамичные, прям крутые. Да, да, да. Но вот, кстати, поставить в телек там какие-то его мультики было бы прикольно, да. Так. Мгм. Так, спасибо. Еще дальше. Ну, вот, кстати, такой прям очень жесткий вопрос от Роксикета. Ну, такой интересный даже, я бы сказал, всех интересующий. А какую базу, по мнению, вот, ну, по твоему мнению, должен иметь разработчик игры соло и в команде? Вот, насколько прям самых основных хард и софт скиллов? Несколько прям вот самых, да, основных хард и софт скиллов. Как это, да, вот так вот расположить-то, я вот даже не знаю, как это расположить. Сложный вопрос, да. Ну, я бы сказал, усидчивость. Это самое главное. Это, наверное, техническая сторона усидчивости, наверное. То, что ты садишься и изучаешь какие-то вещи, которые ты не знаешь. А со стороны, знаешь, софт скиллов, да, допустим. Ну, не быть эгоистом, наверное, типа, да, то есть это вот Да, это я да. так вижу, типа, да, то есть я по работе такие вещи много слышал, типа, да, просто не объясняет причину, говорит, я так вижу, типа, Ну, да. меняй, короче, так. Чтобы не было такого эгоизма, типа, то есть это как бы может ваш общий проект, допустим, и как бы как угодно, допустим, люди, ну, с людьми общаться, допустим, коллабиться, не знаю, да, допустим. Вот я не знаю, да, чтобы такого эгоизма не было, да, то есть и, наверное, открытость, да, допустим, как-то, я не знаю, понимаю, как... Ну, это прям такое, знаешь, нам, да, вот, не знаю, да, россиянам, якутянам особо не такое, допустим, как-то не распространенное, допустим, открытость такая, да, допустим. Ну, я лично, допустим, вот так вот открыто, ну, с каждым могу пообщаться, допустим, я там не ставлю тебя выше, там, не ставлю тебя ниже, допустим, да, то есть наравне, короче, общаюсь, да, ну, как я сейчас вот с тобой общаюсь, со всеми Мгм. вопросы отвечаю, да, то есть Да. я не говорю, это конфиденциальная информация, не могу сказать. Не, Да. нет, такого нет, короче. Мгм. Я из народа, то есть тоже народный разработчик, не знаю, да, то есть нас там трое вот народных, блин, да, бесплатно, блин, работаем, типа, не знаю. Так что, блин, так простота, там, не открытость, не знаю, да, как-то вот так вот, знаешь, ну, блин, чтобы не было такого, знаешь, вот такого прям Но. нагнетания, да, допустим. Ну, то есть, иными словами, прям усидчивость, сосредоточенность и, получается, открытость и, ну, как бы, не быть отстраненным, получается, если ты в команде, конечно. Да, ну Да. это чисто от моей стороны, то есть такой Мгм. вот небольшой получается. Да. Мгм. Ага. Так, какие основные трудности при разработке игры, ну, испытываете? Были вот прям какие-то неожиданные? Ну, то есть, ну да, вопрос такой, по большей части. Ну, на это тоже я уже до этого немножко ответил, то что, ну, в Ну да, смысле, вот то, про что я раньше форму билды алмаз, не да, собирал. да. Да, вот я билды не собирал ни разу, короче, думал, сейчас нормально все будет, короче, а там хрен тебе, короче, у тебя там коллизии такие, короче. У тебя тут, короче, у тебя код здесь, короче, впустую куда-то идет, типа, а он, типа, Unreal это не соберет, типа, вот. Это, да, вещи были в 5 утра, короче, такие. Надо было собрать билд, отправить, короче, вот цифровой масс, типа, а он нифига не получился. Вот это было большое разочарование, прям вообще просто не ожидал, короче, вот как вот, да, в первый раз в жизни собирал билд, вот так вот, короче, было прям. А, вот, пришло. Блин, вернулся этот вот момент. Вопрос. Ну, есть. Это даже не вопрос скорее, а скорее типа такой момент, что вот если вы в команде, получается, и, ну, споры это нормально. Споры в команде они всегда происходят. Но главное, чтобы они были продуктивными, чтобы вы пришли к какому-то единому мнению в конечном итоге. Как считаешь? Ну да, так и происходит, да, Угу. просто у нас сейчас на данный момент есть спор о том, чтобы там, да, по части очернения культуры, допустим, такой есть А, споры, типа там, то есть я типа хочу сделать такое, типа, да, вот это хочу сделать, типа, но типа это очернит, короче, культуру, типа, да, я думаю, мгм. ну, сценарист говорит, типа, это лучше не надо делать, типа. Да.
И я говорю, типа, это будет не Якутия, это будут культисты гребаные, типа, говорит, но нет, все равно тоже Якутия, там, допустим, от тебя от Минкультуры, типа, прилетит тоже такое. Я такой А. думаю, ну, блин, короче, вот так вот. Ну, я это принимаю, да, то есть, ну, там, Мгм. отдельные, короче, вот эти вот именно, Ну да. получается, споры, советы, типа, Да. ну, вот то, что вот это вот, но все еще в дискуссии, короче, вот, Мгм. вот это все. Не, ну в любом случае, если вдруг будет такая типа штука, можно же дисклеймер поставить, это что, ну, художественный вымысел и все эти, ну так, типа, отчасти соприкасаются Ну с да. реальными вещами и так далее, да, ремарочку такую. типа, Да, сделать я дисклеймер. так и хотел уже сделать, короче. Мгм, Вот хотел, мгм. но пока не поставил. Вот. Так, я вот, кстати, вот по поводу споров еще вот вспомнил, что тут вот прям сказали, ну, даже если до драки доходит нормально, и тот, кто победил в бою, тот и прав, типа, ну так люди шутят, пишут на ВК-плее. Есть такая практика в Японии, вот создатели Якудза, серии игры Якудза, слышал вот про них? Ну, про Якудзу слышал, Ага. про случай нет, наверное. Не, у них не случай, у них прям, ну, в норме, то есть драться в офисе, отставить какие-то Прям моменты. как у нас, да? Ну, типа того. Ну, то есть там, как бы это все оговаривается, там прочее. Видимо, там они прям реально дерутся. Я помню, где-то встречал такую новость о том, что это действительно норма. Действительно норма. Так, хорошо. Ну, в принципе, закончили с вопросами. Закончили? Наконец. Все, давай перейдем к игре. Она прям такая резко начинается. Очень так неожиданно. Прям сразу. Да, прям Кстати, сразу. да. Да. Ну, там не надо будет нажать кнопку, чтобы пропустить, это не надо. Там, на этот ролик надо посмотреть первый полностью. Ага, ну конечно. Так. О, погоди, там есть вопрос, говорят. Прям последний момент из Ютуба вопрос. Ну, вообще, да, типа, если спор возникает, то должен быть человек, который поставит точку в этом споре. То есть третий человек, скорее всего, было бы хорошо. На самом деле. Потому что... Ну, у нас как раз трое. Ну да, Макс, он да. все порешает. Сейчас ему скажу, слышь, Макс, скажи, нормально? Нет, типа, да нормально, оставь, что ты. Тут от девушки вопрос. Вы свободный молодой человек? Из Ютуба. Нет. Нет. Вот. Сорян. Этот поезд давно ушел. Так. По нарративной части с кем-то из местных культурных экспертов консультируетесь? Вот такой вопрос, кстати. Не, мы только своими, короче, вот этими силами, короче, там. Ну, как раз, ну, сами, короче, там, да, вот художник. Художник, он из Hangul Schools, тоже из этого, из Еланки, сценарист у нас намский, короче, так. Ну, вот так вот своими, знаешь, силами, короче, вот так все делаем. Своими наблюдениями, своими ощущениями, короче, как-то так вот. Ну, первый все-таки проект должен быть, ну, чисто от самих разработчиков такой, да, типа художественность какое-то, но свое должно быть. Как бы это сказать правильно. Да, и вот, да, в части алфавита, да, вот, это мне самому интересно, то есть хочется это изучить тоже и как бы научиться писать, и как бы это все тоже как элемент, знаешь, того, чего я могу изучить, как бы, да, и добавить в игру, как сказать, тоже ну, такой элемент, знаешь, самообучения, типа. Я тут немножко отойду, чайку налью себе. Ну хорошо, ладно. Так, небольшой перерывчик, небольшой. Если кому надо тоже отойти за чайком и там прочее, мы сейчас будем конкретно играть в игру. Это очень-очень ранний билд версии 0.0.4. Так что, как бы не судите строго, посмотрим, постараемся проникнуться вообще атмосферкой игры и так далее. И сейчас я подойду. Минатым Иванов Степанди. Грамбан бары. Тобок Степан. Инаттылар нигеш. Олоғым күрдік тобок коғыс әрі дағаны мен илиме қағында түйербеді. Илим тұтан тұрар үрімкатын әме түйербеді. Күрдік әттіқ. Инаман мен білер әтім. Бұл мен жоллақ түгенім кәлейден. Онна кәлі. Bir akары тастың ұбайым дәребінеға өлі ақтағыд. Аймақтарыттан мен оны бір ербет әмәқсын бары. Юристер Тобук Степанден бұдан бассар диян ақтыр наследникка
кырдяса мәкіннәғар. Өлейінің бүдені ылар болдым, оны деревнаға оформляйды баттым. Атылым, күлейдем, қатчы бөді бар бұл. Деревна кәлі-кәләт bir эдер информатика учталын кітті білсізді. Ким дені таяды? Аял ден, во-во. Ол оғыты кутилы әбітіліқ. Оны бардың көддеремден әбішшайды абыды. Деревня қадық күлейдіз бітейін, тоқыр ғыттар бағыларын егінден. Оны в конце концов иккен оларын итран қабып бүткені әргеба жетер. Ол дені еппік кәділі. О, черт, голова раскалывается. Я что, заснул у Аялы? Ну, елки-палки. Так. Не, ну выглядит прям хорошо. Ух ты. Дюк Нукем. Флаг Республики Саха. Дойдубар. Байбал. Багалаят. О! Опа-на. Бачах, Кто здесь? Аял, ты что ли? бар именно. Аял, энда. Так, кто-то пришел. Бағайлардың кеметер еді. Аникот. Білсейіндер яқыр күттірінді тәтті қайдақты. Так, Степан, ты зря сюда пришел. Собирай вещи и поскорее уходи. Там Ага. кнопку Е нажми. А, вот так. Степан, ты очень зря сюда приехал, коли проснулся. Быстрее собирай вещи и уезжай из деревни. Я запер тебя снаружи, чтобы, не дай бог, они до тебя добрались. Запасной ключ в тумбочке. О, ничего себе. Интригующе. Закрытый. Так, ключ от комнаты получен. Как много всего. Вот потыкаешь немножко там что-нибудь, посмотри. Кстати, на букву П Ага. английскую можно включить фильтр вот этот вот камерный. А. Ух ты. О. Да, ну если так атмосферности можно убрать немножко. Ну вот так, да. Ну, как раз таки посмотри книжку, то, что лежит книжка там на столе. Источник вдохновения. Якутский А, да, я такое видел. Встречал Вот, такое в да. жизни, да. Да, вот средняя кнопка зумируешь. Ага, Мгм. правильно все. Ну, интуитивно, интуитивно. Так. Да, можно нажать на кассетник. Это получается комната главного героя, да, Степана? Нет, это комната Аяла. Аяла. Понял. Так. Аял у нас кто? Это местный. Угу. Так. Он, на кассетник нажми, тоже там немножко будет. Қайдақ сабынан аманты. А. Так, хорошо. Он что, закрыл меня снаружи, как мне теперь выбраться? Ну, а включись. О, музыка. Магнитофончик. Якутские мотивчики. Правая мышка. Этот ключ откроет дверь от комнаты. Угу. О! Нифига себе. Так. Ух ты. Деревня вот. Деревня в своем репертуаре. Кажется, где-то тут был генератор. Надо его включить. Булуққа надо. Так, ну здесь тоже немножко ошибочка, там не генератор, там переключатель получается, Трансформатор. если что. Типа. Ну, типа, да. Ой, блин, как ярко. Так. Вот, фильтр можешь выключить, он там просто это вот суммирует вообще. А, понял. Хорошо. Кстати, так тоже нормально. Ну, то есть это такая, типа, кнопка. Ну, точнее, фильтр. Как, кстати, плавно идет у тебя там. Нормально вообще. Так, Тохтин Срулубутуй. А, вот и этот, да? Получается. Да. Угу. Надо расшифровать это, получается. Так, пианинка не интерактивная. О, как много дискет у Аяла.
М. Не, ну прям живенько смотрится все. Так, ё-моё. Не, ну слушай, атмосфера и прям есть. Телефончик. Слушай, звуки прям хорошие. Бпах. Да. Ну, бпах и до сих пор продается, конечно же. Это прям у нас такой ходовой товар. Но это вот раньше он Да. так вот выглядел. Тут, вот и роса. А вот и роса. Вкусный газированный напиток с красителями. О. А вот и... Да, с терминатором. Сара Коннор. Так. Офигеть. 29 сентябрь. Ух ты. Жестко. Хан. Бля. Бутух путаешь. Опачки, это что такое? Ну, Вроде человек информатика, образованный, ну, информатик, ну, а верит во ну, всякую ну, суеверную чушь. Ой, зря ты сделал. Почему? Че за... Блин. Ё-моё. Жестко. Блин. В смысле? Ладно. Не, ну это было жестко. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я на что-то встал, и мне начало крутить. На объект стал, да. Да. Так, надо выбраться, насколько я понимаю. Не, слушай, атмосфера прям есть. Вот на раннем билде уже довольно-таки неплохо сделано. Так, где мои вещички? Надо собраться уйти. Нажми Tab, у тебя там задача будет. Найти рубильник. Точно, рубильник. Вроде бы. Вот он. Что-то я совсем. Ну, я прям потерялся, слушай, вот после этого, вот после этих голосов, я прям забыл, чё, где, кого я. Задачу моментально забыл свою. Так, рубильник у него... ё-моё, капец. Ох, Хотели лидер. слава богу, работает. Неделя. Теперь надо найти этого чудака. Сахалы, Виктория. Через помехи голос того, кто запер меня здесь. Угу. В общем, голос нас предупреждает и говорит, что здесь, в Харамаране, ты никого не найдешь. Постарайся найти все мои послания, и это поможет тебе выбраться. Все правильно говорю? Так. Да. Угу. Блин. Слушай, а эта музыка откуда? Это, кстати, тот самый Фатхед, который написал в комментариях, что может помочь с музыкой. Офигеть. Прикольно. Огонь, да? Ну. Угу. Так, ну давай. О, нифига. Я знаю, теперь я точно уверен, что они перехватывают все мои сообщения и читают мои записи. Чёртовы психи.
Я не могу быть в таком положении. Мне нужен какой-нибудь шифр, чтобы они ни черта не понимали. Арба, бери в руку алфавит Баради, Ягуга Юрипетера. Кстати, один старый алфавит есть, учили его в Ягу. Учили его в Ягу. Надо его найти, в общем. Прикольно, слушай, ну. Интересное решение. Так, я приехал в эту деревню учить детей и отрабатывать контракт. 2000 год. Угу. Но в итоге наткнулся на кое-что крайне любопытное, но одновременно и пугающее. Видели бы вы, что видел я. Каждый разумный человек бежал бы с этой проклятой деревни в тот же час. Однако мой научный интерес оказался все же сильнее, и я решил провести тут некоторые исследования. В конце концов, подобное открытие даст мне куда больше, чем какой-то 3-летний контракт. Но мне надо быть настороже. Я чувствую здесь присутствие чего-то очень древнего. Чего-то злобного. Ё-моё, Винамп. Так. Наконец свершилось. Я закончил магистратуру и стал доцентом по инженерной физике. Правда, работы не нашлось. Поэтому я сейчас еду отрабатывать 3-летний контракт учителя информатики. Знаю, не совсем по профилю, но кажется, работа не пыльная. Деревня небольшая, народ тут совсем немного. Думаю, детишек в классе будет совсем немного. Зато спустя 3 года у меня будет ставшая своя квартира в Якутске. Идеальный старт для блестящей научной карьеры. Аяла Атласова. Держись, Харамаран. Аял Викторович идет просвещать народ. Дальнобойщики. Пепси. Так. Голый Якутск. Аял-то у нас любит пошалить, да? Так. Вот какая-то классная. Так, какая-то статья. Нифига. А где ты откопал это? Да, в архивах раз. Вот это вот как раз таки на этом и написано, да? Вот на этих. Это вроде как... Да, вроде как. Или даже чуть другой, вроде как. Я точно не помню уже. Я вообще... Вроде, ну да. Я вообще понять не могу, что там написано. Эдер... Эдер? Басабб... Молодой? Молодой вестник, видимо, написано. Что-то такое. Видимо, да. Так. Так, телек не включается. Ладно. Это багнулся, кстати, значит, за печкой, короче, этого света он багнулся. Там, на самом деле картинка должна была быть. Ага. Блин, интригует теперь. Интересно, что за картинка там была. Так, нужно найти книжку. Так. Там не книжка, нажми тап, тоже там, как обычно. Обыщедом найди записки. Подсказки. То есть первая записка у нас здесь. Ух ты. Кажется, те люди на фото мои дальние родственники. Это невероятное совпадение или все же что-то привело меня именно в Харамаран? Ага. Стой. Не трогай меня. Погоди-ка. Офигеть, старая фотка. Ничего себе. Это тут? Ладно. Ох, нифига, тут много всего. Фотка. Это еще что такое? Какой-то мутный парень этот Аял. Что за тарабарщина тут написано? Правая мышка. Правой мышкой схватить, да. Ага. И так, левой кидать. Доширак. Так, вот тут Аял спал, видимо. Так, еще одна запись. Так, лампочки нет. Здесь много записей с подобным текстом, надо найти шифр. Или алфавит, чтобы понять текст. На пианино странные картинки.
А, да ладно. То есть... О нет! Ты куда делся? Вот. Пошли. Чуть не потерялся. Ну. Были случаи, кстати. Так, допустим. О. А. Да ладно. Да ладно. Понял. Ладно. Ну, офигеть, это прям додуматься. Хорошо. А я додумался. Блин, я же куда-то его пнул. Он там где-то... Кстати говоря, да. Ты же на него наступил и закрутился. На полу нету его? Еще. Он где-то вот тут. Нет, там коллизия, короче, есть, там не должно быть. Там А, было вот, дело. вот. Ее уронили, короче. Слава нормально Господу. Да, кто-то, короче, пнул, типа, она улетела туда, блядь, за печку, короче, не смог достать больше. О, кайф. Осталось последнее. Мгм. Так, по-моему, тут не было. А может есть, но найдем. Так, тут чисто это. Так, вопрос от Гудзона. Долго делал вот игру эту? Билд это получается. Билд. Ну, дом, он делался в течение полугода, там, ну, постепенно, короче, а потом Мгм. последний, знаете, вот где-то за неделю, да, за 2 дня, короче, вот этот квест собрали, весь вот этот вот, типа. А, То есть, собрал этот, получается, до этого, да, получается, всю атмосферу, все вещи, и потом, да, в течение недели добавили квесты, озвучку добавили и мгм. сделали. Ну, и Прикольно. там багфиксы разные были небольшие. Мгм. Тут, конечно, все будет еще дорабатываться, добавляться будет много чего. Так что не финал. Ну, конечно. Ну, версия, если что, имейте в виду 0.04. Блин, копать. Так, что там? Что-то щелкнуло из шкафчика, надо посмотреть. А, вот тут. О, вот и алфавит. Да. Понял. Это, видимо, и есть тот шифр, о котором он писал. Все же умный пацан, оказывается. Так. Извиняюсь за мат. Так, сейчас. Алфавит. Погоди-ка. И что тогда? Ну, тут недоработано, она этот. Другую надо. Другую? А, Другое письмо. Там правее, короче, еще одна есть. вот Ты это. смотрел. Ага. Дорогу укажет хомус. Да. Я в школе сам хомусистом был. Да Да что-то мне он никакой дороги не указал. Там тоже криповый стишок есть наверху. Вот на этом же листочке. А, Ну, если почитать, там немножко там бэкграунд, короче, всего этого. Ну, тут сам должен читать, короче. а, Том тымны диринсир анныгар. Слайбат күлік сүйрер. м, Күн сыла суотун көрө суоқтақ қарамайдыр. Сир анныттан хараңа быстартан үйәһә сыылалар. Джон Серге дойдутун. Так, я тут сам... Я это я сам писал, сам уже не могу разобрать. Тобох Тобох-тургар. Тобох-тургар атчик. Ага. Тобох-тургар. Сипсилинерин. Так, это... Вот я не помню, тут какой-то дифтон был, короче. Я даже забыл его. Сипсилинер. Эй, Көрсө? тақсаллара. Тақсал. Тақсаллара...
Тылстара Улатан Ер, Сотору Аехати Ехтере. Получается, ну, как не то чтобы предостережение, а скорее как, ну, или предостережение, то, что, в общем, за тобой сейчас придут. Да. Тут, видимо, что-то надо сделать с хамусом, варган, музыкальный инструмент. Угу. А ты читаешь, да, чат на Твиче? Кто я? Ага. Ага. Ну, людям нравится. Вот, Нравится. с свеча, вижу все. Так. Ну да, окружение там еще побогаче будет. Это вообще же ранняя вообще версия. Что за нот такие неправильно? Звучит ужасно. Блин. Отсылки говоришь? Ну вот, вот Может, здесь, да? по второму кругу, когда пойдешь. Да, здесь, кстати, Ага. этот веб-сайт, это тоже ссылка. Угу. Блин, ладно, пойдем откроем дверь. Да вообще я не открывать двери. Блин, а у меня выбора-то и нет. Кто там? Аял, ты? Надо убегать срочно. Да, это ночной разработчик, типа. Ё-моё. Тут да, тут надо будет наверное, разобрать этот стук, а то что-то однообразно слишком. Ага. Под него уже танцевать можно. Да, как реально как битка, короче. Так. Ёлупал. Так, открывать дверь как будто бы не надо. А, да ладно, тут я только сейчас увидел У тебя только один выход. ХП. Только один выход. А, блин. Ясно. А, ё-моё, да. Очень знакомая, так сказать, это веранда. Ну, типа, ну не веранда, а как... О, машина. Ой, там народу. Много народу. Вы кто такие? Что вам нужно? М. На этом темп Да, заканчивается. нормально. Не, нормально, прям хорошо. Ну, то есть, я даже ожидал, что будет хуже по багам и тому прочее, но вполне себе. Вид имеет. Атмосферка Да, прям да. такая, очень Да, плотненькая. главная ставка. Да. Ставка на атмосферу. Ну, конечно, надо проработать всякие разные такие вещи, со светом особенности, со светом и так далее. Еще в начале, вот получается, когда идет катсцена, там вот, ну, голос главного героя, он прям сильно справа находится. Прям, А, да? Интересно. да, в правое ухо прям бьет, я вот что заметил. А так Интересно, вполне... интересно. Я это прям себе даже записал. Ну, то есть, больше как бы особо-то ничего. Трейлер игры в студию. Вот прям, ну, трейлер прям давай. Нет, трейлера-то нет, есть геймплей. Так вот, то же самое, то, что сейчас было, это вот там есть. Мгм. Вот, На ютубе. заходите на телеграм-канал вот разработчика, там девлоги, все вот это вот есть, заходите, будьте в курсе. И там Да, есть там. геймплейное видео, если что. Да, и там последняя история была, которую я там это, сканировал, короче, картошку, короче, через камеру телефона и внедрял в игру. Кстати, да, ты
По второму разу можешь пройти, короче, посмотреть. Мгм. Сейчас. Ага. Две отсылочки. Ну, Duke Nukem. Это футбол. Футбол. Футболка и штаны. Это отсылочка уже. Футболка. И штаны. Ну, я не выкупаю. Короче, Ага. футболка это из одного якутского фильма. Большая подсказка. У одного персонажа есть такая футболка, он ее носит. Аск. Только прочитал Аск. Ну, может, кто из зрителей угадает. С орлом футболка. Не, потом мне эти Танас, короче, побьют, короче, в подъезде. В такой же футболке, да? Не, кстати, да, не, можно, да, то есть как-то, знаешь, по-другому сделать, да, типа. Мгм. Хорошая идея, кстати, да. Да. Короче, это футболка из якутского фильма, Мгм. можете угадать. Каскеть? Да. А Угадал. штаны это из игры из PlayStation 1. Да ладно. Так. Да, из игры PlayStation 1 игра, из первого PlayStation. Старички, наверное, только угадают. М, Ну, вон, написали подсказочку. Ну-ка, ну-ка. Тигр. Тигра. Вот, а теперь сопоставь, типа, какой есть персонаж Тигр, да, в PlayStation 1. Да ладно, Есть из такой. Текина, что ли? Да. Кинг? Да. Не, ну прям сложно догадаться. Сложно, да? Ну, сложно, да. Да, есть такое. Так, ну прикольно. А вот, кстати, вопрос там, трассировка будет, типа, лучей? Ух ты. Вот, да, это по Деревня технологиям. Вотакем. Конечно, Мгм. в идеале хотелось бы, но Генератор бара, модельки ты персонажа не пират, будет, ехал. скорее всего. А. Там от комнаты будет отражаться, а остальное нет. Ну. А вот Вот интересно как раз вообще. таки его же футболка М, на диване. Мне вот эти вот помехи что-то все портят на экране. Ну вот свой, ну типа разные тут мнения пошли. Так, Да, вот для этого поставил, типа, можно включить, можно выключить. Типа, кому не нравится, вырубают. Кому нравится, оставляют. не, ну вообще хоррор жанр он такой, мне кажется, прям, так сказать, чуть ли не обязательный что ли. Ну, База, вход. база, короче. да, это прям такой. Я вот тоже прям вот сам взял и думаю, блин, вот надо что-то такое. Так, давай-ка рубильник включим. Ну вот, тут получается то, что камера, да, вот, то есть, ну, личное мнение, вот, то есть у тебя, получается, они, вот эти вот именно твои, получается, знаешь, референсы, да, твои воспоминания идут именно через эти камеры, получается. Мгм. Я вон тоже есть детские видосы экранные смотрю, и они идут через VHS камеру. Мгм. Типа, и вот так же он у меня отражается, короче, весь этот мир, который там тогда был, типа, Мгм. вот, короче, типа такого. Так, что тут еще Вот есть? здесь вот О, я тоже прыгать разные могу. отсылочки небольшие. Чимакс, Голый Опять вот Якутск, кое-что. Контра, Virtual Drive 1. Там в комнате еще один флоп лежит. Кстати говоря, там тоже разберешь надпись, нет? Real Doom What? Моды Doom. Прикольно. Это, короче, мод с Doom, который с призраками, типа, такой. А, Нормальный. да, кстати, слышал, он такой известный мод. Один из таких самых страшных модов вообще в Doom. Там в доме, да, каком-то ходишь? Или это другой был? Да. Доме, В да. доме, который там, короче, бесконечно вообще, что ли, или что. Прикольно. Да. Ну, там как раз таки картофель там лежит, Который ты долго делал? который сканированный. Где он Да, там? настоящий, сканированный. Вот там, вот в кастрюле. Так. Вот, да, это настоящий картофель. Самый настоящий картофель, короче, перенесенный из настоящей жизни в игру, которую я успешно съел еще. Да, прямо из твоей кухни. Да. Прикольно. Какие вот приколы. Не, ну слушай, прям вообще прикольно. А вот этот вот конкретно дом, он из реальной жизни какой-то взят? Нет, просто Ага. как бы небольшие, знаешь, такие элементы, как Мгм. референс просто поставлен, типа, А так нет. что за фотка? Это моя фотка, А, кстати. Прикольно. Прям из далекой юности, да? Тоже,
Да, тоже отсылка, короче, такая. Да. Не, ну слушай, прям стоит ожидания. Ну тут много чего, конечно, еще можно сделать, но вообще заценили. Интересный. Прям такой опыт. Да, прям тизер, короче, прям вообще краткий ранний. Да, вот я вообще хотел реализовать механику этого пианино, как Silent Hill, короче. Вдруг будет. Да ладно, типа та самая Ну, это головоломка с же... пианино. Да, она же Ну, такая прям легендарная. да. Ну давай тогда к заключительным моим вопросам сейчас перейдем. Так, вот как ты видишь вообще вот будущее инди-игровой индустрии в Якутске, в Якутии вообще? Из того, что ты вот уже знаешь и так далее, вот получается. Как ты думаешь? Ну, наверное, доводить надо все до конца, наверное, да? Вот в чем проблема, да? Вот. И, конечно, Мгм. сейчас что-то, знаешь, вот министерство, да, вот, не знаю, да, IT-парки что-то пытается, но прям у них позиция была такая, то, что сделайте, а мы поддержим, типа. Но. Такую, короче, я позицию слышал. Типа, но Мгм. это не точно. Это, кстати, настоящие картины Максима Третьякова. Вот этот М, вот. И вот разные сейчас акселераторы идут, короче, мы на нем участвуем, вот, и вдруг что, какие-то, не знаю, да, поддержка какая-то, вот. Не мгм. знаю, посмотрим. И разработчиков-то в Якутске много, игры тоже много делаются, вот, как-то, не знаю. Это да. И вот те самые, да, ЕКТшники, да, вот IT-парк, они Мгм. создают вот такую вот комьюнити игровую, то есть вот регулярно встречи создают. Мгм. Вот, и как могут, короче, вот они пытаются хоть как-то, типа, даже если прямой такой финансовой поддержки нету, то держат вот так вот в тонусе игровую индустрию местную. Мгм. Вот. Это, кстати, ЕКТ сайт, если чё. Это да. Отсылочка тоже. ekt.ru, в общем, это был такой вот сайт вот города Якутска. Там новости, там прочие игры, флеш-игры, возможно, даже пролетали. Но я, кстати, не застал вот это вот. Мне интернет появился только в 2005 году. ADSL-овский. Ну, я это тоже не достал, это прям 2000-е годы прям. Мгм. Ну, прям, да. Тут еще Мирк не хватает, наверное. Хотя Мирк тогда был или нет, интересно. Вот точно не знаю тоже. Ну, вот я Мирком Да, прям пользовался. Винамп, но это, конечно, база. да, я тоже. Тут не просто Винам, тут скин Fallout стоит даже вроде как. Да-да-да, скин Fallout стоит. А, вижу. Ничего себе. Да, можно разобрать с Fallout. Здесь, Да. кстати, тоже стоит симуляция, типа вот старого экрана. Тоже М. вот эти. А, вижу, но, кстати, вот Яркие. что-то это вот. Во-во-во. А. Прикольно. Классно. Вот давай еще вопрос. Вот что бы ты посоветовал другим разработчикам, желающих погрузиться в создание игр на основе местного фольклора? Из своего опыта, скорее всего, такой. Ну, как думаешь, какой совет? Блин, даже не знаю, у каждого это индивидуально. То есть, Мгм. как уже объяснил, типа, это база, то есть начать игру с хоррора, допустим. Мгм. Для меня лично это было, чтобы у меня есть опыт, короче, я хочу этот опыт продолжить, то есть созданием окружения реалистичного. Мгм. Хочу именно вот дотошно, детально создавать вот эти окружения для реалистичности, допустим. Да, вот Мгм. тут всякие провода, короче, такие вещи лежат, типа, то, что создает, типа, знаешь, характер там, людей, Мгм. там, местности и так далее. Мгм. А вот для разработчиков, ну, это от них, наверное, самих будет зависеть, чего они умеют и хотят научиться, знаешь. Мгм. Как-то так, наверное, могу объяснить, я не знаю, просто свою позицию я сказал уже, вот то, что опыт у меня такой, типа, я хочу вот дальше продолжить. Мгм. И попутно научиться еще, да, вот другим, допустим, создавать Мгм. механики разные, да, вот там стрельбу, там, да, НПС, такие вещи, вот. Ну, скорее, прям никогда не переставать учиться. Скорее всего, такой. Да. Мгм. Да, это тоже очень важный момент, то есть, в моем случае это тоже как совет, типа, да, не переставать, знаешь, задавать тупые вопросы, да, допустим. Мгм. Я Да. постоянно это делаю, короче. Всяким людям там в Гугле, допустим, да, где тупые вопросы задают Ага. какие-то, что прям, знаешь, главное не стесняться, типа, там, не то, что быть выше этого, да, знаешь, а так Мгм. вообще
Типа, это же тебе надо, типа, стыдно будет, и что, типа, ты что научишься? Угу. Да. Ну, то есть не брезговать советами более опытных людей и так далее. Это, конечно. Да. Так. Ну и, конечно, как ты думаешь, в течение какого времени ты сможешь довести до версии 1.0? Как скоро это вот произойдет? Ну, блин, это прям очень-очень-очень Угу. Я понимаю, очень да. сложный вопрос. Прям. Да. Довести бы до, знаете, изначальной демки, там, где будет 2 уровня. Угу. Это получается 1/3 демки, получается, это все. Чтобы смело выпустить ее в сторах. Хочется в течение полугода, да, там сделать второй левел, да, и спокойно там пофиксить баги и выпустить в стор как демку. Вот. И вот. Как-то Ну, так, наверное. ну, кстати, рекомендую прям заценить вот самому лично ради опыта поиграть в Fears of Atom. Вообще, как он построен. Да, планировал, ага. Угу. Я даже добавил первый, это бесплатный эпизод. Угу. Вот Планировал его вот заценить. прям тебе это прям на пользу пойдет, я думаю. То есть, как там построено вот это вот все, то есть их его эпизодический метод выпуска игры и попробовать, сделать что-то такое. И он прям так, как бы сказать, вызвал интерес именно тем, что у него истории реально. все реальные, да, типа, то есть люди ему прям реально пишут Ага. на электронную. Он, короче, оставил прям в игре на главном меню, типа, электронную почту. Если вы хотите поделиться историей, которая произошла в вашей жизни, то она может вот появиться в игре. Вот почта, типа. Ну, грубо говоря, так у него там. И это прям у всех вызвало интерес и так далее. Так, ну что ж, модельки лоу-поли в основном в игре? Или есть High и Unreal Savate? Вопрос такой. Ну, тут, да, тоже вопрос такой, да, то, что их можно, по идее, комбинировать, да, вот, то есть high-poly, то есть на систему нанитов. Мгм. Но сейчас я в основном, допустим, да, вот сейчас ты смотришь, да, компьютер, да, вот это Мгм. стоит, да, эта моделька, да, вот, бесплатная. Ага. Она хай-поли, короче, она прям жестко хай-польная, короче. И, Мгм. например, вот твой пол, допустим, да, вот у пола там, не знаю, всего там 2 треугольника, короче. Ага. Это получается комбинированный. Вот это пол, это просто текстурка, короче. Мгм. Это всего-то 2 треугольника, короче, на самом деле. Ага. И они, создаются, получается, глубина за счет текстуры, допустим. Мгм. Вот. И планируется, да, то есть именно наниты тоже включить вот это хайпольные, чтобы они, то есть, у Unreal есть такая система, которая оптимизирует автоматически, типа, когда ты приближаешься, она становится детальной, когда отворачиваешься, она там вообще Понял. подальше отходишь, если подальше отходишь, она автоматически, короче, вот так вот, короче, в полигонаже, короче, уменьшается. Мгм. Вот. И тут используются еще прикольные такие, знаешь, параллаксные текстуры. Допустим, пойди в комнату, да, вот, в начальную комнату. Мгм. Там вот стенка, вот прям зайди туда, вот стенка, да, вот это есть у тебя. Ага. Деревянная стенка-то вот сзади, которая. Вот это, да? Не, другая, вот это. Да, вот эта стенка, типа, а у нее получается тоже там, не знаю, да, там очень мало треугольников, но в основном, типа, глубина достигается с помощью параллакса. То есть, он так, прикольно, короче, параллакс эффект делает. Нет, там, скорее всего, вот то, что справа стоит, там, где флаг, да, стенка, Ага. вот она вот чуть вот такая вот, с такой, короче, этим сделана. Именно, видишь, Да, вот видишь, понял, это ага. а она плоская на самом деле. Угу. Ну, сюда, типа, да. Вот, а на самом он вообще классно смотрится вообще. Да. Вот. Не, ну, У к меня нему проблема вообще была вопрос просто с запеканием света. Мгм. Я ее заменил, короче, на такую. То есть надо будет все вот эти заменить на такую. Угу. Оказывается. Ох, Что... этот знаменитый ковер. Я думаю, он у всех был. Да. Ну, что ж. Вот. Провода всякие там вот, как настоящие, получается, везде включены, то есть. Они прям логически, конкретно, типа, да, то есть. всё должно
Ну вот, типа, да, то есть постарался, чтобы там все было, Мгм. типа, подключено, типа, там, тут. То есть тут Даже вот все вот конкретно, батареи если тоже. постараться проследить, то от видика до розетки оно конкретно идет, да? Ну, должно быть, ага. Ну, там, Ага. скорее, то, что там тут, скорее всего, нет, тут просто всего одна моделька была, но типа ее М. типа слишком много оказалось. И А, там вот труба, да, всякого вот отопление, типа, оно тоже логически идет, мгм. типа к печке, к газовой печке идет. Блин, прикольно. Ну слушай, ну как тебе? Понравилось, как мы, Да, ну вот, да. подкаст посидели? Ну Да. слушай, для меня это тоже прям, ну, в новинку все. Это же у меня мой первый подкаст вообще, в принципе. Вот так. А за это думал, Посидеть. было что-то уже. Ну вообще. Ну, нормально, контент, для тебя контент, для меня контент. Мгм. Ну, блин, мне прям понравилось, на самом деле. То есть атмосферка прям сильная, а это одно из самых главных вещей вот в хоррор-игре. То есть задал ты атмосферу Да, хорошую. А когда ты еще и многие со именно светом так. проработаешь вот это вот все и так далее, это вообще будет Ну пушка. да, тут, ага. Баги со светом, ага. Не, ну в принципе, знаешь, вот типа, потому как ты обставил комнату там прочее, прям, ну как бы характер этого Аяла прям, ну хорошо как бы показывается, прям нормально. То есть он какой-то такой прям начитанный, прям такой учится, но и при этом, конечно, у него прям такой беспорядок, конечно, жесткий. Мгм. Женщины в этом доме Всякого нет. вон, да? Да. Ну да, тут, по идее, тоже по лору получается. Мгм. Этот дом, короче, принадлежал женщине раньше, а потом М. администрация его поселила сюда, А, на ну да. самом деле. Там получается по То есть лору. комната, вот эта вот, Ага. комната слева, да, вот это не его комната. То есть, когда Аял пришел сюда жить, эта комната вообще не открывалась. А, он сюда Вот даже. соседняя комната. А, Соседняя. А а, это сосед. типа здесь он живет. А, понял. Потому что Понял. там типа эти женские вещи типа из-за этого. А. Там, кстати, ты шкаф не открыл Вот. в этой комнате. Kivis, Kivis, Ага. Вот это. Palvanton, Tuduamigin. А этот голос из фильма, да? А, не. Это этот. Просто мы перевели его в женский голос просто А, нифига себе, нормально. через искусственный интеллект. Макруха был быттавыта. М. Манты подохордук. Семья ехтара делали. Но тут не как Макруха было. Лучше это вообще не трогать. На меня еще подозрения свалят. Ага. Прикольно. Да, это Ну же. тут багнулась, короче. Да, она. исчезла, Да, она короче. под Она должна шкаф была ушла, лежать, да. Да. Обратно здесь должна была. Блин, ну вообще как будто бы все прям конкретно обсудили, вот что вообще возможно было по этой игре. А, ну, сейчас получается ты над чем работаешь конкретно вот в данном проекте? Ну, в данном проекте я именно непосредственно в движке сейчас работаю. Просто, ну, я М. а остальные именно, получается, по сценарию, да, по проектному менеджменту, по Мгм. дизайну, ну, вот концептам окружения и предметов. Мгм. Вот, короче, работаю. А вот я именно вот здесь вот прям непосредственно в движке работаю. Мгм. А вы уже типа для себя Вот, хотелось какой-то, бы. получается, roadmap сделали, да, типа? Ну, Да, он как Мгм. бы есть такой, да, то есть небольшой такой, примерный. То Мгм. есть, и у нас есть примерно, то есть у нас планы следующие, какой уровень будем выбирать для демки, да, у нас там отклоняется тоже, типа, мы будем либо продолжать деревню вот эту, либо мы перенесемся в флешбэк в Якутск, типа, либо перенесемся в деревню, только флешбэк от лица Аяла, типа, вот тот, кто вот это вот здесь живет, типа. А, Вот. А потом, типа, через эпизод мы продолжим уже историю вот этого Степана, типа, такого. Мгм. Как-то так. Вот, ну, выбираем, типа, между этими. Ну, понял. Ну, прикольно, слушай, вообще. Ну, чё, давай будем потихоньку итоги подводить. Ну, в общем, главное, ты, я думаю, ну, поставлю вот такой вердикт, что справляешься конкретно с жанром хоррора. Есть. То есть, вот то, что ты делаешь так много деталей и там прочее, это прям, ну, сильно бьет по погружению. Прям, ну, в хорошем смысле бьет. Ты прям конкретно сюда вот погружаешься. Я вот уже как только проснулся здесь, показался в этой комнате, я прям, ну, потерялся в плане того, что, ёпта, куда глаза, типа, ну, положить и так далее. Типа, захотелось все осмотреть и так далее. И как будто бы, ну, я прям оказался в шкуре этого парня, так сказать.
сразу Мгм. захотелось выяснить, что к тому и так далее. Тут, ну, конечно, дальше потом еще, когда ты вот со светом и звуком поработаешь, я даже представить не могу, что это будет вообще. Действительно, это будет сильная работа, очень сильная работа. Да, со светом много-много чего. Там текстуры, баги, вот это Мгм. все, короче. Работы много еще. Очень много. Получается, на данный момент, вот сейчас в игре, тут уже, ну, мы находимся в пустой деревне, да? Да, Практически. то есть Мгм. пустая деревня, то, что это чуваки на улице, это, по идее, не чуваки, типа. На М, самом деле. мгм. Вот. Тут, типа, уже все, короче. Никого нету. Ну, да. Надо бы прям какой-то такой плавный этот, такое погружение сделать вот в этой теме. Может быть, даже стать именно вот... Получается, люди же пропали вот прям только что же, да, буквально, на самом-то деле. Вообще недавно пропали, прям. Но, Потому что он приехал, типа, он уже видел людей, типа, они там но. попили немножко, типа, он просыпается, но, типа, он видит только, слышит только Аял такой вот. Слышит М, только его, типа, а не видит. м. Потом уже будет выясняться, походу. Ну, вот если прям так вот погружать игрока постепенно, что поначалу, типа, все в деревне в порядке и так далее, он такой, типа, есть люди, а потом уже, а где люди, куда пропали? Типа, вот прям вот вопрос такие интересные будут появляться у игрока. А те, кто знают, Ну, вот, да. они будут такие, да, типа, захотят побольше выяснить об этом, что вообще и так далее. Мгм. Как оно было. Ну все, спасибо, Геннадий, вообще, в принципе, за уделенное время. Думаю, прекрасно провели Да, вечер. жесткий контент пошел, да? Нормально так. Зарепостить в группу. Все пускай услышат, узнают, что Да, как. спасибо. Но если вдруг захочется снова посидеть, пообщаться, всегда буду рад, как бы. Почему бы и нет, Да. подкасты провести вот в таком вот формате. Там вообще об играх, а может еще там. Или может быть конечно. каким-нибудь другим разработчикам захочется также посидеть, там, рассказать о своих Да, проектах. кстати, разработчики же есть у нас тут. Их Мгм. много здесь. Да, Можно их да. звать потихоньку тоже общаться. Да. Было бы славно. Но я думаю, ребятам из чата тоже понравилось. И потом это все на YouTube тоже выложу. Прям завтра буду сидеть монтировать это все дело. И в скором времени это все появится. И можно будет спокойно И смотреть, зарепощу. попивать. Спасибо. Да, к себе зарепощу. Пускай тоже все видят. Так. Ребята, да, как уже сказал, попросили передать привет по телеку. Да. Ну и с наступающим, кстати. И надеюсь, следующий год будет у Да, тебя с наступающим. максимально продуктивным. Максимально Да, продуктивным, и он очень ждал, у принесет нас был тебе такой. очень много радости. Ну все. Пока ребятам, кто смотрит по телевизору. Да, всем пока по телевизору, пока. всем привет, всем пока. Давай. Давай. Да, прощаться я не умею. Вот что я хочу. Так, скажу то, что я уже сказал, в принципе. Я думаю, ребята согласятся. Игра получилась довольно-таки офигенная. Прям офигеть. Цвет я бы им поставил. Ну, ты слышал, Дима, на чистом энтузиазме. Но ты будешь в титрах увековечен. Так что им любая помощь нужна. Я вот думаю, сижу, какую помощь я бы мог принести вообще, в принципе. В плане, наверное, каких-то игровых механик и так далее. Пока что на данный момент вот эта вот тема с вот рунами и тому прочее. Просто, ну, получается, игрок такой просто взял алфавит этот, и он уже типа знает этот язык. А если нужно как-то этого, то... Ну, хотя бы для начала, скорее всего, нужно сделать так, чтобы этот алфавит, он попадал в карман. После, когда ты подходишь и читаешь какие-то такие вот записки с рунами этими, то вот этот алфавит у тебя вот появлялся непосредственно слева, а справа вот эта вот записка. И чтобы игрок вот сам сидел вот так вот сопоставлял и, ну, как бы расшифровывал письмо. Но тут проблема следующая. Языковой барьер. И поэтому тут прям надо сделать так, чтобы и русскоязычные, и англоязычные, вот они все вот как-то к этому подходили. Ну, скорее, можно сделать так. Я думаю, можно сделать это вот в таком вот игровом моменте. Короче, ты берешь алфавит, записку, кликаешь на букву алфавита, кликаешь на букву из письма. Раз, первое слово, то есть так ты, например, слово за словом этоваешь, вот так вот, типа, кликаешь туда-сюда, туда-сюда. Как сопоставить проводы в Among Us, к примеру? Типа, ну там, желтый к желтому, красный к красному. Типа такого, но типа вот так.
Короче, ну, я думаю, идею поняли. Если так посидеть, подумать, то можно придумать много чего. То есть, если так делать, то расшифровка, она пойдет веселее. И даже будет действительно... Хотя, ну, так будет веселее, и так, ну, как бы расшифровка, конечно же, пойдет хорошо. Ну, думаю, вот это хороший вариант. Вот кликаешь на букву из алфавита, потом букву в письме. И во всех этих, ну, и в письме вот эта вот буква руническая превращается, ну, там, например, в русскую букву D, там, скажем, да, и дальше так тик-тик-тик-тик-тик, и у тебя все письмо, короче, расшифровывается. Можно так. Нужна русская озвучка, хоть убейтесь, моя имха. Понятно, культура, но понятно, что все на 2 озвучки минимум. Или нет. Мне кажется, что достаточно субтитров в каком-то смысле. А русская озвучка? Не, ну можно, конечно. Можно, конечно. Но просто я уверен в том, что все будут выбирать русскую озвучку, а якутскую, опять же, ну, под это вот забудут. А тут, как бы, игра же имеет такую, одну из целей таких, что наследие какое-то сохранить якутского языка и так далее. Так что, опять же, это медаль с 2 сторонами, так сказать, добавление русской озвучки.